А это будешь. Так. Мам, я что хочу мама позвонить. Ну, мы чуть позже позвоним. Умару позвоним? Да, мой маленький телефоне. Умару позвоним? Вахал, Хайвель? Вахал, Хайвель? Мам, давай позвоним. Если ты сейчас будешь ныть, я тебя завтра с собой в гранд-парк не возьму. А это чей телефон, мам? Тебя завтра с собой в гранд-парк не возьму. А это чей телефон, мам? Кис. Ну, это хочу мало. Мы потом позвоним. Когда эфир закончится, мы позвоним, хорошо? Как еще влезать? Давай сейчас эфир начнется. Мы начнем эфир и потом позвоним, давай? М? Мгм. Давай, все, садись. Махал? Все, скажи. Времени суток. Бюслик Хелма серия. Так. Как нас слышно, как видно? Напишите, пожалуйста, люди, зрители. Люди, а знаешь, что я тебе хочу сказать? Говори громче, громче говори. Хочешь, что я вам сказала? Знаешь, хорошо, мы искали среди улицы. Ты же покажи платье вначале, что тебе купили. Ты же хотела показать платье. Аня. Сильно видно? Угу. Посмотрите, какое платье у Софишки. Видите, какое платье? И кухню, да, пока покажем, да? Это и кухня, это косметика. Извини, да. Это косметика. И посмотрите, какая косметика большая. Вот, смотрите, какая большая косметика. Это для Софишки. Тут она красится, наряжается. Она очень просила, чтобы я вам показала сегодня. Вот такое зеркало красивое. Посмотрите. И Софишка уже накрасилась, да? Угу. Ну все, люди посмотрели и написали. Теперь присаживайся, А пожалуйста. потом дай мне телефон. Конечно, ты же скажи всем привет. Всем привет, люди. И все, я уже встала. Мадам уже телефон. Хорошо слышно, какая красота. Картинка проявится со временем. Да, Киса, привет, как дела? Салам алейкум, алейкум ассалам. Вахцуху, вахал. Сюда садись. Я устала. Когда Анжела доезжала, она спать будет ложиться. Я буду спать. Устала уже видео. Ну ты же, люди, ты так просила, теперь говоришь, что ты устала. Так же нельзя? Люди же тебя все рады, говорят, какая Софишка хорошая. Все ждали тебя. Так. Так. Не, ну Анжел? Так, что-то мы никак не разогреемся. Положи расчесочку и отвечай на вопросы. Все, садись ровно, садись. Потому что все увидели, что у тебя платье красивое. И теперь все хотят посмотреть на твое платье. Видишь, как люди на тебя? Софи, если смотри, пишут, какое платье красивое у Софи. Где купила, спрашивают. Мама купила. А какие бусы красивые, люди говорят. Чак моя пауза, иная. Не смотрите. Так, нормально, слышно, видно хорошо, да? Так, ой, салон красоты, собственно. Мама, я сейчас пойду. Нет, немножко посиди, потом пойдешь. Так, привет, мои хорошие, Изира пишет, вылечились, машаллах, да, Изира, бюстик, хилма серия, да, выздоровели, все нормально, да, чангаиш, махалчу адукшу, да. Вы сегодня обе хорошие, букет нашим красавицам, спасибо.
Киса, София, Анжела, дорогие мои, добрый вечер. Рада вас видеть с первым днем весны. Какая красивая Софишка. София не терпится уйти. Можешь сам? Да, девочки, всех с первым днем весны. Да, скажи, всех поздравляю с днем весны. Скажи. Угу. Девчонки, всех поздравляю сегодня с днем весны, с первым днем. Но у нас сегодня больше похоже не на день весны, а на день зимы. Шел снег, видено прям. Но оно обычно бывает. Снег. Софишка даже свои снеговика слепили, да? Да. О. Маму и малышку и папу. Да, и маму слепили, и малышку слепили, и папу слепили, да? Ишь, махул ваш халыч, холи? Тебя от платья уже и я вся в блесках, и ты, и лицо, все, мы блестим, как, я не знаю, как на новогоднем маскараде. А вот у меня луки еще блестящие. Да. Татьяна Ковалевская, вас слышно, видно хорошо. Ну, слава Аллаху. Анжелика Маш Дорила. Киса, откуда? Я сведено. Так, я сведено. Киса, добрый вечер. Софишка сегодня красотка. Видишь, люди пишут, какая ты красивая. Ага, Кася. Так нельзя показывать. Люди. А я больше не хочу снимать видео. Люди, а я больше не хочу снимать видео. Можно я чуть-чуть иду? Люди ж хотят на тебя посмотреть. Люди, пожалуйста. Ну, люди, ну ты встань вот так, встань на стульчик. Так, встань. Пожалуйста. Покажешь платье. Люди-то не видели, какое платье. А бусы, эти, как его, браслеты. Ты ж покажи все, что ты так уходишь, не побыв звездой. Садись вот так, садись, присаживайся. Люди ж хотят с тобой посидеть, посмотреть на тебя хотят. Какая ты красавица. Они меня смотрят? Угу. Они говорят, какая красивая девочка. А сколько Софишке лет, спрашивают? Покажи, Годик. сколько? 4, да? Да. А у тебя мама? Мой маме скоро будет очень много по 4. А у меня тоже много. Она сегодня, я говорю, Софишка, у мамы скоро день рождения, через 20 дней. Она говорит, мама, а я знаю, что тебе подарю? А там висят платья мои на продажу, ну, в спальне. Она говорит, я тебе красивых 2 платья подарю. Люди, что ты как обезьяна 7 властей? Так, Эльвира из Атулая. София модница, наша красотка. Очень приятно вас видеть, девочки. Киса, рада вас видеть, вас выздоровевшими. Спасибо большое, Эльвира, большое спасибо. Будни с Аминой. Киса, какая ты красивая, Таиса пишет. Спасибо большое. Ассаламу алейкум, всем добрый вечер. Всех с первым днем весны. Наконец-то весна пришла. Да, весна пришла, но у нас еще пока холодно, да? Сегодня было холодно, снег шел целый день. Но ничего, всему свое время, все будет хорошо. Да, Софиш? Так, салам маршал ду, Франция. Валейкум ассалам, маршал ду, шугмассери. Мама. Добрый вечер, киса. Ну, Софишка, не уходи, люди говорят. Не уходи, просят тебя. Люди, я устала. Можно ухожу чуть-чуть? А ты потом еще придешь? Ну, давай. А телефон мама я должна? Лайкуем все дружно, зрители. Да, друзья. Давайте только 30 лайков. Давайте дружно лайканем, чтобы нас как можно больше увидели и присоединились. Немножко интересная тема для разговора сегодня. Так, сколько у тебя детей? У меня 3. 24-й лайк с меня. Спасибо большое. Добрый вечер, Киса. София, красотка моя, привет. Кися, привет. Привет, Киса. Я Патя Цветовки. Не знаю такое.
Софишка, само очарование, платье класс. Да, в этом платье я вся в блесках, и она в блесках. Купили в Хасавюрте, очень понравилось. Платьечко прям так висело, и недорогое было. Мне понравилось, и я думаю, ну, возьму. Добрый вечер, Ксения Леоненко. Добрый вечер, Ксения. Добрый вечер. Софишка просто принцесса, королева. Какое красивое платье, прическа. Привет вам из Москвы. Привет и вам, Москва. Всем привет. Слышно, видно, хорошо меня? Бюстик хыл шукиса, дерез хыл. Так, сколько нас? 157, 159. Привет, киса из Германии. Софишка такая куколка, модница. У меня нет таких вещей. Да, конечно, ни у кого нет таких вещей, только у Софии. Добрый вечер, киса, без Софишки никак. Да, да, без Софишки никак. Я ее так, она так хотела сегодня в эфире присутствовать, просила, чтобы я ее платье красивое одела и прическу сделала. Но она уже, дело ко сну, она у нас в 9 часов ложится спать. И уже, видимо, захотела спать, Анжела там постель стелила, и она, видимо, уже сейчас, возможно, заснет. Как всегда, лайк. Спасибо большое. Добрый вечер, киса. Софишки. Ты прочитала? Салам с Неурупина, киса. Валейкум ассалам. Слышно и видно. Ну, хорошо. Ну, связь просто плохая. У нас сегодня что-то свет слабый и связь плохая. Ну, возможно, то, что снег целый день шел. Сегодня целый день шел снег у нас. Так. Киса, бюстик, хысала, маршал ду Парижеру. Киса, что за тема разговора? Хазгушью, мую. Ну, давайте немножко соберемся. Ну, конкретно ничего такого прям. Ну, хотелось одной темой с вами поделиться. Я прям блещу, сверкаю вся в блесках от Софии. Друзья, давайте, смотрите, нас 169 человек и только 56 лайков. Давайте лайканем дружно. Пожалуйста, поставьте лайки, если не тяжело. Чем больше лайков, тем больше, видимо, в рекомендации выходит видео, и нас больше видят другие люди, да, скажем так. Лиана, Волгоград, приветствую вас, дорогая. Лиана, о тебе я сегодня вспоминала и говорила. Завтра как раз тот день, когда я наконец-то сдержу свое обещание, просто мы едем завтра отправлять посылки через деловые линии. Ты скажи, Лиана, тебе удобно будет с Волгограда забрать черемшу? Ты недалеко живешь от Волгограда? Просто я человек слова. Сказала, сделала. Я уже купила черемшу, твоя черемша стоит, и я планирую завтра через деловые линии, потому что очень быстро они перевозят. Буквально день, два, три, и посылку люди получают. И чтобы черемша, чем через почту, а то она, знаешь, пока пропадет, пока дойдет, может и пропасть, то на деловые линии будет быстрее. Ты скажи, ты напиши мне просто, к тебе в Волгоград поехать удобно, недалеко это от тебя, и все, мне больше от тебя ничего не требуется. Совершенно. Я дала слово, я сделаю, пускай. Сара будет от меня, от моей семьи, гумадац. Я понимаю тех людей, которые выросли, которые жили в Чечне, знают вкус ее и как ее хочется в это время. Я прекрасно понимаю. Если бы где-то я жила, и вот так вот мне передали, мне бы тоже было очень приятно. Ты просто мне скажи, ты с Волгограда можешь забрать или тебе организовать доставку на дом? Так, добрый вечер вам и мир вашему дому. Какие же вы красивые люди. Наталья Потапова, спасибо большое, дорогая. Да, я не сказала, что мы хорошо выглядим, еще нормально. Ну, мы, как сказать, у меня температуры не было, но насморк был, ужасная слабость была, очень плохо, и мне пришлось в этом состоянии пойти на работу. А пошла я в тот день на работу, как никогда
за всю зиму выпал снегопад, шел, наверное, я не знаю, целый день и всю ночь шел снег. И я когда утром проснулась, а мне, ну, я вот стою 5:30, да, там пока помолюсь, пока все такое. Что я хотела сказать? То у меня первое, что мысль пришла, света нету, и я первое подумала, это горячей воды не будет 100%. У меня утром там особо делов нет, просто я коридор мою и кухню нашу, которую мы кушаем, тоже я мою. И я так думаю, эта вода, наверное, холодная, и света нет ее нагреть. У меня сразу переживания, но это еще было полбеды. В холодной воде я помыла, это все помыла, ничего. Когда я взяла мусор, понесла с мусором, там прилично далековато нужно пройти, вот это самое страшное утром в непогоду, это относить мусор. А там вот такие сугробы, так как место такое, ну, как сказать, напротив нет никаких зданий, вот это оно мело всю ночь, и вот такие сугробы. И вот представьте, я иду с этими сумками, я просто идти не могу. Не могу ногу поднять одну, чтобы переступить. Ну, это были нереальные сугробы. И, видимо, я там еще добавила, что, в общем, придя с работы, я вообще слегла. Слегла, мне было плохо, нос забитый, в носу дерет, вот это состояние. Давай быстро таблетки, давай быстро лечиться. Те таблетки, что с Америки Седа отправляла, Нимит, где антибиотики и так далее. В общем, ну я-то по жизни не состоявшийся врач, поэтому я знаю, что треба для народа. В общем, и уже буквально на второй день я была в Хасавюрте. А до этого я была в Грозном, отправляла посылки. В общем, болеть некогда, да, как говорится. Ну, в общем, сегодня чувствую себя нормально, но все равно еще нос немного забитый, ну, вот так вот. Киса, я отца Ведено, жила в Грозном, замужем Гекала. Ага, хорошо. Киса, Лерин, хун лайк, дилве, насо. О, дерес, хеломар. Дель рес, хелон визиндел. Лиана, привет, как твои дела? Татьяна Ковалевская, как всегда, прекрасно выглядишь. Спасибо, дорогая. Привет из Германии, Марха Саидова. Привет, Марха. Добрый вечер, кисочка, Софишка, принцесса моя. Как поживаете? Привет с города Ростова. Лайк с меня. Спасибо, Света, большое, землячка. Спасибо большое. Киса, он просто цага, сунго, мелдук ез. Ой, суншо, мелдук ез, сашон. И как будто вы все моя одна семья. Всех люблю и уважаю. Вот я же говорю, у меня на канале 98% адекватные зрители, все хорошие, всех люблю, всех уважаю. И вообще без проблем. Главное меня понять. И все. Я совсем не сложный человек. Киса, не обижай меня. Ты меня обижаешь из-за черемши, Лиан. Ну, сейчас она пошла. Сейчас же, знаешь, она плохо шла. Почему? Потому что, оказывается, я-то это давно знала, но когда я первый раз узнала, для меня это было, конечно, странно. Если нет снега, то черемша плохая. То есть она маленькая, если влаги ей не хватает, она это же горное растение, то она вообще никакая. Сейчас вот снега пошли, ее валом наперли, у нас полно. Вот если я до этого не имела возможности, как сказать, она была за облачные цены, да, она была дорогая, то сейчас я имею возможность. Поэтому ты меня не обижай, ты просто скажи, тебе с Волгограда удобно забрать или нет, а завтра я, иншаллах, отправлю. Киса хоми махазютан, дерез хела. Татьяна, рада вас видеть, хотя за кадром видите. Добрый вечер с первым днем весны. Киса и вашу семью. Всем всего доброго, весеннего настроения. Ульяновская область. Неля. И вас с первым днем. Всех, девчонки, всех-всех, кто в чате, всех с первым днем весны. Всем всего хорошего. Главное не болеть. А все остальное чепуха, ерунда. Ты похудела. Да, я бы не сказала, что я похудела. Киса, умоляю, нет, да, мне твое умоляние. Я отправлю, будешь встречать в Волгограде, как хочешь. Где что, мог шел шмуевое, мог шел дух дикью, шо, где что. Киса, тебе стрелки идут. Спасибо большое. Добрый вечер, Киса, Марит Масаева, добрый. И пончик швей, есть шамяцер. Да, пончик швей, ещера. Киса, у нас в городе, где я живу, в парке растет черемша. Мы ее очень скрытно рвем. Немцы, если видят, что кто-то в парке рвет, сразу в полицию звонят. Да. А ты знаешь, в каком-то городе, когда чеченцы только начали, ну, вот это массово переезжать за границу, я помню этот момент, когда
Они, я не помню, то ли это Норвегия была, то ли Австрия, вот не вспомню. И там они, когда увидели это растение, ну, черемшу, они все туда, ну, налетели на нее. И там такая паника поднялась, что чеченцы с голоду умирают, что траву какую-то едят, представьте. Никто, оказывается, о ней не знал, ну, видимо, не знали, что так вот ее готовят, едят, не знаю. Что панику подняли, что чеченцы с голоду умирают, на траву накинулись. Поэтому я верю тебе. Киса, мира и добра вам и вашим родным. Дома теперь салон открывать. Юный визажист, у вас теперь все есть. Да, посмотрите, может, кто новый пришел, не видел. Посмотрите, какой салон красоты. Тут у нее все есть у нее. И зеркало с лампочками включается. И все тут, и расческа, и духи, и губнушка у нее есть, и тени у нее есть, и еще одна расческа есть. Ободочки разные. Тут у нее чего, смотрите, чего только нету. Ну, на 8 марта пообещала кухню ей купить. Продаются еще кухни такие детские. Ну, в этот раз, правда, дороговато было. Думаю, ну, к 8 марта, иншаллах, сделаю. Так она теперь только утро, она сидит перед зеркалом, берет мою пудру, садится и красится. Ну, в общем, деловая. Знаешь, рецепт, ала? А рецепт пончиков уже есть у меня на канале. В описании. Там чеченская сноха готовит пончики. Там же я все показываю, как я делаю. Знаешь, неприлично всегда выглядит так хорошо. У вас, наверное, семейное. Ой, Ляна, ты мне льстишь. Я правда так не считаю. Вот если бы я скинула хотя бы 10 кг, тогда, может быть, я бы с тобой согласилась. Но знаешь, у меня такой ритм жизни, ну никак не получается прям вот сесть на диету, в смысле в том, что я постоянно на бегу, у меня нет такого, если бы у меня было, там, каждый день я дома, в свое время, что я утром встала, там, кашку поела, в обед отварила грудинку, какой-то салатик, там, либо котлетки на пару, я вечно куда-то лечу с этими посылками, куда-то еду, потом, может, пройти полдня, я еще ничего не ела, а потом, как проголодаюсь, как сядем раз, в общем, потому что знаешь, что в следующий раз еще не скоро, то вот этот неправильный режим, неправильное питание никак мне не дает, ну надо, хотя бы килограмм 10 надо. Анжелика уже взялась за это дело, а я все еще никак. Привет из Бельгии, привет, Роза. Киса, что за сережки? О, сережки итальянские, с Италии. Как красиво ты завязала платок, молодец, спасибо большое. Так странно не видеть принцессу рядом. Ну, была ж рядом, ушла. Киса, уважаю тебя, так держать. Спасибо большое. Кис, Эргуня, хулиган, дер, хул каждый день, Боксан. Я же на почту езжу в Грозный. Мне вот посылки, которые отправляю за рубеж, мне, к сожалению, только с города. У нас тут, ну, на месте, в районе не принимают почему-то. Хотя были должны. Хогалуш, Ерсо, говорю, так, у проблеме весь. И вас с днем весны. Киса, привет всем в чате. Привет с первым днем весны. Счастья, благодействия. Софишка куда убежала? А мы там заказали суши. И я говорю, давайте после эфира уже. А у нее терпения не было. Она побежала там с отцом, с братом. У них там пикничок небольшой. А какая прелесть точно теперь может наводить. Да, меня же Софишка готовила к эфиру. Красила, пудрой намазала. Киса, салам, ты просто красавица и хорошая хозяйка. Спасибо большое. Кисочка, с первым днем весны, дорогая. Анжелочка тоже красавица. Вы тоже так, как родная для нас стали. Вы добрая очень. Ну, я бы не сказала, что прям очень добрая. В смысле, это не злая и не добрая. Как-то пословица была, не могу вспомнить. Как она говорилась? Не вспомню. Ну, типа, что посеешь, что и пожмешь, да? Что-то в этом стиле. Привет из Саратова. Смотрю каждый день, без вас никак. Очень интересно. Спасибо, Любочка, большое. Большое спасибо.
На кухне с Маликой. Всем доброго времени суток, доброй ночи, киса. Маршиол, Малика, тебе тоже доброй ночи. Пусть София спит, ребенок же попросил, ну можно я пойду? Да пусть спит, никто не против. Но он вряд ли заснет, дело в том, что... Так, добрый вам привет из Норвегии, очень люблю ваш канал, спасибо большое. Анжела же не полная, почему на диете? Ну, я бы сказала, что лишние килограммы есть, набрали на пандемии хорошо все. Добрый вечер, киса. Поцелуй за меня Софишку, мою красавицу. Очень уважаю вашу семью. Счастья вам. Так, 223 человека, 107 лайков. Друзья, ну, как говорится, имейте совесть. Мне сегодня очень не хватает Танюши. Я люблю прямые эфиры с мамой проводить. С ней очень весело. Давайте дружно поставим лайки. Смотрите, только что 7 лайков. А нас в эфире 223 человека. Давайте дружно лайканем, друзья. Сегодня такой день хороший, в подарок мне. Я вам расскажу какую-то историю интересную. Давайте дружно лайканем. О, пошли лайки, молодцы, спасибо, спасибо, спасибо большое. Большое спасибо, дай Аллах вам всем здоровья. Всем, 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 кто лайкает, дай Аллах всем. И кто не лайкает, ну всем здоровья, спасибо большое. Такс. Так, да-да, добрый суток, приятно тебя читала. Киса, поцелуй Софишку за меня, мою красавицу. Очень уважаю вашу семью, счастья вам, спасибо. Привет с Украины, привет, Украина, дякую вас. Айно Мерлосio, киса. Ну, потом, после эфира, хотела с тобой познакомиться. Хорошо. Скоро ураза, похудеешь, киса, все будет хорошо. С первым днем весны. Софишка лапочка. Да, у нас старшая медсестра начала держать уже, но она 3 месяца держит. И она мне говорит, давай со мной будешь. Я говорю, ну если бы я каждый день ходила, как ты, на работу, она-то каждый день ходит, у нее только суббота, воскресенье, выходной, и то, если у нас совпадает смена, то она и бывает или в субботу, или в воскресенье. Ну как, она и старшая в отделении у нас, медсестра, да, и также она тоже дежурит по суткам. Ну, со мной на смене она всегда. Я говорю, если бы я с тобой ходила каждый день, я бы села так, говорю, и у меня, говорю, не получается, говорю, все время в дороге, все время в этой работе, но на 3 месяца, ну, никак. Так, 1 миллион за сезон, прекрасный стрим, спасибо. Лисочка, куда и как ставить лайки? А лайки, вот смотрите, вы выходите, да, с чата, вот так выходите, и вот здесь в углу стоит знак, ну, наверное, не видно. Вот смотрите, вот здесь с краю ставится лайк. Ну, не знаю, не вот тут в углу вот так вот знак стоит. Только нужно выйти с чата. Так, киса, добрый... Киса, молодец, так держать. Всех благ и здоровья твоей семье. Анжеля, привет. Спасибо, привет, киса, привет. Мой лайк был 121. Спасибо. О, уже 160 лайков, молодцы. Давайте добьем. Нас 210 человек. Давайте еще дружно, кто не поставил. Киса, добрый вечер, здоровья вам, любви. Привет с города Тирасполя, МССР. А где это? Где это? Скажите, пожалуйста, первый раз слышу. Киса, как у вас дела? Неплохо. Неплохо. Альхамдулилла, все хорошо. Неплохо дела. Киса, муж у тебя спортивный. Да, Киса, привет, ты очень красивая. У тебя очень нежная красота. Спасибо большое. Добрый вечер. С первым днем весны, Горбатенко. Привет из Белгорода. Всей вашей большой семье. Здравствуйте, Александра. Александра моя клиентка, ей я отправляю посылки в Белгород. Привет, киса, с первым днем весны и всех, и благ всей твоей семье. Казахстан, скиньте мне тоже рецепт пончиков. Есть рецепт пончиков на канале, у меня канал, на канале там Киса Чечня. Чеченская сноха готовит пончики, по-моему, называется. Висхан! Ссылку в описании, где я готовлю пончики, прикрепи, чтобы люди переходили.
Так, понятно. Елес, Дерес, Хэлла, Киса, 100% лайк. Спасибо большое. Селима Лукава, Кисава, Майерстан, Йога. Худирдо. Хасан Мабатина. Что поделаешь? Будьте милосердны друг к другу. Спасибо большое. Так, где это? Так. Это Селима пошла отдыхать. Навеки вечные. Так, алейкум из Краснодара, алейкум ассалам. Молдавия, Тирасполь. Ага, Молдавия. Ну, Молдавию, да, я знаю, но город просто первый раз услышала, поэтому, да. Добрый вечер, киса. Каждый день говорю вам спасибо. Здоровья вам всем. Таганрог. Лайк поставила. Галина Иваненко. Галина, это, по-моему, вам я чай отправляла, да, если я не помню. Да, Галина, это, знаете, одна из подписчиц моих. И как-то мы собирали посылки, я как сейчас помню этот день. И написала одна женщина мне: киса, посуда просто классная, просто шикарная. Но я бы пока заказала только чай МК. У нас такой не продается, я знаю, он хороший. Просто мне сейчас пока не до этого. Муж болеет онкологией, и я сама после инсульта. И мы с супругом в один голос, и он сказал, и я говорю, отправь ей бесплатно чай. Ну, ничего не бери с нее, просто возьми, собери там сколько, 20 пачек, 25, отправь ей, раз такая ситуация. Мне так жалко стало, знаете, еще из Таганрога, ну, с наших мест, где я выросла, где жила, где прошло мое детство в тех краях. Мне так жалко стало от души, и я послала этой женщине чай. И вот она написала мне: Галина Иваненко. Угу. Спасибо большое. И вам пейте на здоровье. Дай Аллах вам здоровья. Доброй ночи. Киса только зашла и открыла, и сразу лайк. Маршо, где что шо, муга что шо. Мадуйкел. Люди, ставьте лайки. Да, люди, ставьте лайки. Софишка! Там люди тебя зовут. Говорят, где же Софишка? Люди говорят, где же Софишка? Они хотели на тебя посмотреть. Так. Они уже видели. Видели, да? Ну хорошо. Тогда завтра в Гампайк не поедешь. Пайк. Так мне лучше видно, что мне прям тень падает. Таита Ахмадова. Доброй ночи, киса. Давно не видно было тебя. Да, давно не выходила я прямой эфир. Болела немного. Все мы переболели. Ну, как сказать, температуры так-то у нас не было. Просто слегка кашель, насморк. Так. Значит так, добрый вечер, отличного настроения. Добрый вечер. Кисам я тверстен, дукхазу дюхе. Не, иш там ерис, но иш на ханхал хадюч. Я поняла, что это не то. Что не с хорошим человек пришел ко мне на канал. Извини, киса, сразу не поняла, как лайк поставить. Спасибо, спросила девушку. Мой 161, а то постеснялась спросить. Да, ничего страшного. Wallah, киса, от Бог бацун, гаргайник. Wallah, бац, кадил вертенюк, просто, кадил вертенюк, но даум дац, Бог цебечца дол. Так, ума дац, дика, что дика, и то дал, дика дересхал, дик зудью кисам, дересхал. Только родная душа может понять, что у тебя внутри, пока остальные будут восхищаться твоей улыбкой. Татьяна Кот.
Извините, Киса. Киса это ваше имя? Да, Киса это мое имя. Киса это обычное чеченское имя. Ну, в общем, друзья, у нас 227 человек, 229, да, я это самое, немножко, напишите мне, хорошо слышно меня, видно, хорошо вам? Вы обязательно надо своей яд людям кидать, моя что не угобош. Киса очень красивая женщина, все у нее в норме. Шият, цаитеш, адеш, ну вот, Илюха, не болейте, дал маршал, да, кто ты по нации? Отлично слышно, видно, Кис, да. Значит, это, друзья, ну, в общем, такая история. Я очень хотела с вами нею поделиться. Вы для меня уже как семья. Дагмар, ассаламу алейкум, алейкум ассалам, шум хаз ашду, хайуалхо, хаз айрдовается не. Дагмарушка, машёгилха. В общем, знаете, ну вот я вот по жизни своей, да, я вот в 16 лет вышла замуж, а вообще до этого я уже как-то рассказывала у себя на канале не раз, ну, скажем так, несостоявшаяся звезда. Ну, действительно, может, кто поверит, не поверит, я очень любила петь, ходила даже на различные конкурсы, там, на утреннюю звезду пыталась побраться, и даже выступала у нас в районе «Утренняя звезда», и когда мы с подружкой пришли, нас прослушали, я тогда исполняла песню Татьяны Булановой, нас прослушали, и, в общем, сказали, что будет «Утренняя звезда», и нас обязательно пригласят. И тогда, в тот момент, это все закрыли раз и навсегда. Все, больше не было. Что-то там получилось, отменили вообще, больше ее не было. Но вот именно, когда до меня очередь дошла, до нас, вот, ну вот так вот, значит, так было суждено. Вот, так, баз. И этот... Но вот у меня вот это все внутри меня, оно вот это есть, вот связано с музыкой. Мне кажется, я бы прекрасно могла снимать клипы. И даже люди спрашивали там по несколько раз, Кис, музыку вы ставили к там какому-то ролику, вы, наверное, Висхан это поставил? Висхан, нет, никогда Висхан не ставит. Все время вся музыка, но ее, правда, очень мало разной. Почему? Потому что есть вот эти авторские права, сережка упала, есть вот эти авторские права на каждой песне. Я не могу поставить, допустим, любую ту песню, которая мне нравится. Почему? Потому что на ней стоят авторские права, и, конечно же, мне тогда этот ролик, ну, не будет считаться. Просто бесплатно будет проходить. А так как, если я занимаюсь этим делом, конечно, мне хочется что-то заработать, что-то это поснимать, интересно. Даже бывает нет настроения куда-то ехать, но хочется все-таки какого-то разнообразия. Вот. Так вот, да, что я хотела сказать. И вот этот, и вот клип, из-за чего эта тема, я сейчас так сдалека захожу, но когда я вплотную подойду к этой теме, вы все поймете. И значит, вот клип, когда сейчас Софишке передали сами эти вещи, вот эти «Русалка», и мне прям не хочется, мне прям нет терпения, мне хочется, вот когда летом, иншаллах, поедем на море, мне прям хочется красивый клип снять, я уже представила, как я буду это делать, музыку, и вот как-то все это представляя, все об этом думая, я на просторах Ютуба искала песню, да, которую можно было подобрать, ну, клипу к этому, вот как вот я представляла себе, как вот там на пляже, в этом костюме русалки, как она будет. И мне хотелось, ну, музыку подобрать красивую. И это было, ну, примерно, может, месяц назад, вот так вот. И когда я это самое искала, я наткнулась на абсолютно новую песню. Я ее потом сделала с нее, правда, небольшой клип. Она несколько дней у меня побыла, этот клип я убрала. Вы, наверное, многие видели, где Софишка на пляже. Эту песню исполняет сын Наташи Королевой. Он начинающий артист. Парень учится, отучился он, по-моему, в Японии или в Китае он отучился.
теперь дополнительно учится он в Москве еще. И, в общем, он сделал эту песню, вернее, написал эту песню Сергей Есенин. И, в общем, он даже, Наташа сама рассказывала, Наташа Королева, что он как-то позвонил ко мне, мой сын Архип, и сказал: мам, ну, нужно будет в конце песни немножко твоего вокала, то есть немножко, чтобы мама тоже там спела в конце песни. На что она, конечно же, согласилась, но песня очень добрая, знаете, красивый такой клип, может, если будет у кого желание, посмотрите после эфира. Дельфин и русалка не пара, поет сын Наташи Королевой, Архип, ну, грек он там написан. Такой милый, добрый клип, просто показывают море, плывут русалочки, дельфины. И даже когда я это показала маме своей, мама сказала: кис, а нельзя было с этого клипа взять какие-то еще вот эти моменты, вставить в тот клип? Ну, такой бы был бы хороший. Я говорю: мам, ну, во-первых, даже на песню авторские права стоят, даже саму песню мне придется убрать. То фотографии, если я еще возьму, это же ну, чей-то клип, да, на это все есть права, поэтому... Ну, нельзя так поступать, нужно придумать что-то свое. И на самом деле идей много других у меня, да, вот, но у меня руки связаны, я и так довольна тем, что мне позволили вообще супруг вот вещать в Ютубе, делать ролики, что мне разрешил себя показывать. А вообще идей очень много, показывать какие-то семейные клипы красивые сделать, то мы куда-то едем, где мы вместе, там все, но у меня этой возможности нет, мне на это добро не дали. Я рада тому, что мне хотя бы на это дали добро. Но идей очень много, на самом деле, идей очень много, и что-то буду показывать, но, в общем, будет видно. Ну вот и дальше к теме. И когда нашла я этот клип, эту песню, она мне до такой степени запала в душу, то есть, знаете, чем? Ну, нет никаких там понтов, нету раздетых людей, нету вот этих, которые вот такие, все с какими-то в ушах цепи, в носу цепи, в руках сережки, в ногах сережки. Вот этого всего нет. Мне понравился простой такой клип, ну, добродушный прям, тихо песня играет, плавают русалочки, дельфины, вот что-то такое доброе из детства, да, вот, ну, прям, мне это очень понравилось. И мне захотелось прям не вот те нарезки, что мы сделали на море, и вставить вот этот клип, что поет сын Наташи Королевой, и вот выставить это видео. Ну, в общем, и Софишке очень понравилось. И листая этот клип, листая комментарии, а там бешеные просмотры, потому что, конечно же, попал в рейки, в рекомендуемые, пошел там просмотров за 1 миллион, только не успел выйти, там миллионы просмотры отличные, в общем. Успех, у парня есть успех, скажем так, первая песня, и она запала в душу. Но все пишут хорошие. И, значит, одна там пишет, одна личность, и, кстати, она блогер, я таких людей называю блогеры. То есть люди, у которых... И, значит, там она начинает страшно. Что это за клип? Простые, ну, добрые русалочки, дельфины там, могли бы что-нибудь подобрать, вроде бы это... Я сначала подумала, что это какая-то женщина, ну, хотя бы каким-то музыкальным образованием, либо клипомастер, то есть она создает клипы, либо у нее какое-то музыкальное образование, либо какая-то богатая творческая личность, да, что она имеет право и даже соображает в этом осудить людей, которые довольно-таки популярные. Но песни Наташи Королевой, мы на них выросли все. Эта женщина в свое время была очень популярна, хотя я сейчас ее люблю и слушаю ее. То, конечно же, когда составлялся клип, не простой человек сидел около речки и составлял клип или писал песню. Конечно же, там работали грамотные люди. Конечно же, просмотры миллионные, и правда хорошая, добрая песня. На что она написала? Какой ужас, типа, да, ну, в смысле в таком... Могли бы хотя бы составить какой-то клип более-менее, вы же знаменитые люди, но вы могли хотя бы. И я зашла к ней на страницу, и я была удивлена, я просто была в шоке. Я же говорю, я как минимум ожидала, что там какой-то, я же говорю, человек с каким-то внутренним миром, да, с образованием музыкальным, либо продюсер, либо клипомастер, ну хоть что. А там сидит какой-то непонятное НЛО. То есть она на меня обиделась вначале, что это как бы не оскорбление. Я правда вначале не поняла, кто это, мужчина или женщина. Там сидит с таким розовым чубом,
Непонятно, мужчина, я правда, значит, она на меня обиделась, я правда не это, розовые волосы, вот как обычно корейцы, парни носят вот эти прически и вот такие чубы. Я не поняла, это мужчина или женщина? Как вот она не объект НЛО, тарелка летала в свое время, мы не знали, кто там. Пришельцы, а кто они, мы не знаем. Вот типа что-то было. И я ей написала, не выдержав. Мне до такой степени жалко стало парня. Почему? Потому что парень вырос в знаменитой семье и не зажрался, да, не стал там пить, курить, наркоманить, а парень получил 2 высших образования, занялся музыкой, ему это понравилось. Первые успехи, как вы имеете право зайти и писать гадости человеку, который только начинает, вы, не имея вообще никаких там, я не знаю, абсолютно... Я написала, вы вообще какое имеете право вот так вот оскорблять человека? Вы себя в зеркало видели вообще? Вот. И она, ну, я сама не смотрела ее ролик, и она там поперла меня, что типа я такая пушистая, сижу перед людьми, на самом деле я злая. А почему я злая? Потому что я ее обидела. Значит, я ее обидеть права не имею, высказать мнение. А она человека имела право обидеть, да? И написать там, что это клип, ни о чем, или кто он, или вообще могли хотя бы... Но они довольно такие здравомыслящие люди с образованием, им, наверное, лучше знать, чем вам. Да, сидящим там, непонятно чем занимается. И потом я когда... И она подумала, у нее пошла обида на меня в том смысле, что я, типа, восхищаюсь тем, что у меня, типа, мои 32... У меня, во-первых, не 32, а 35. Во-вторых, я этим не восхищаюсь. Потому вот если бы у меня было хотя бы 100-200, тогда еще что-то можно говорить. И то я этого не хочу, там, зажраться, считать себя кем-то, нет. Я пыталась сравнить не свой канал с ее каналом, я пыталась сравнить ее канал и туда, куда она получила большие просмотры, где действительно огромные просмотры и довольно-таки популярные люди, и образованные, и которые в своей жизни чего-то уже добились. Они сидя тупо, создать канал, на котором поливать других блогеров. Просто сидит с этим чубом, вот таким желтым, розовым чубом. Я испугалась сначала, когда увидела. Думаю, я Аллах, что это? Мужчина, то ли женщина, то ли видение. Кто это вообще? Реально было мне непонятно, это даже не оскорбление. И вот мне просто по-человечески стало обидно за парня. Такая хорошая песня. Я же говорю, я даже сделала клип, и он 2-3 дня постоял, и потом я ее брала, потому что, ну, YouTube не всегда хорошо относится, и мы берем чужие песни. Это уже не есть хорошо. Думаю, зачем создавать проблемы на канале? И я дней оставила клип, на что мама пишет: «Киса, где клип? Типа, мы так ждали, что Абдурахман так любил смотреть его, это Софишкина песня». Я говорю: мам, ну пришлось удалить по таким причинам. И, значит, уже потом, мне буквально дня 2-3 назад сказали, что она там... Ей не понравился мой комментарий очень, что я так... Кто вы такая, что имеете право рекламировать? И вот она зациклилась на том, что я... Она подумала, что я ее сравнила со своим каналом. Нет, мой канал совсем мизерный. Совсем. Что там? Что там мой канал? 35 тысяч. Вот когда будет хотя бы 500, миллион, тогда уже что-то можно говорить. А пока мы все только начинающие. Все только начинающие, поэтому я ни в коем случае не сравнивала со своим каналом, ни в коем. Я сравнивала ее канал, 1,5 человека, не 2, а 1,5, 1,5. И канал тот, на который она зашла и пыталась вылаживать свои какие-то мысли. Вообще ни о чем, совершенно не... Вот чего добился человек? Вот сидит она в кресле, вот чего она добилась, сидит. Она даже не может свой ролик снять какой-то, свое, только... поливать грязью других блогеров. А почему это? Знаете, почему это делают? Тут очень большой замысел. Это евреи. А замысел какой? Что я на своем канале, что по-любому мне скажут, что есть такой ролик, да? И я на своем канале начну про нее рассказывать, и люди, естественно, спросят у меня, что за канал, и к ней пойдут просмотры. Это называется горе-блогеры. Горе-блогеры. Я, конечно же, этого не сделаю. Я не хочу, чтобы мои зрители потеряли сознание. Или чтобы это НЛО их забрала куда-то, увезла в далекие края.
Я, конечно же, этого не допущу. Ее желания никогда не сбудутся. То, что она хотела, я никогда этого не сделаю. А почему я это не люблю? Почему я это сильно, меня аж в дрожь берет? Потому что в Коране сказано, женщина, которая будет подобаться мужчине, гореть в аду, мужчина, который будет подобаться женщине, сплошной ад, сплошной. То есть мужчины, которые с длинными волосами ходят там, с сережками, красятся, и женщины, которые под мужиков, с цепями в носу, как у быка, с цепями в ушах, с цепями в руках, в ногах, это вообще что это? Что это? Непонятно откуда это. НЛО, тарелка прилетела и летает. Непонятно. Кто внутри? Пришельцы из космоса. Мы же, когда в то время я была маленькая, помню, заговорили за НЛО и говорили, что летает тарелка, ну, все боялись, но никто не знал, что там внутри. Ну, вот так вот. Я, правда, вначале не поняла, почему, потому что, я знаю, молодежь многие засели на корейцах. Я вот пару клипов посмотрела, просто, чтобы понять, а что там. Там все парни накрашенные, как девушки, вот эти розовые чубы. И я подумала вначале, что, может, оттуда, откуда-то, ну, мужик это просто похож на женщину, либо наоборот. Я, правда, вначале даже не поняла, что это. Она это посчитала как за оскорбление. Это потом я разобралась. Потому что у женщины какая-то женственность должна же быть, то там ее совершенно нету. Это сидит мужик. Поэтому, если даже случайно когда-то увидит этот ролик, ни в коем случае сравнивать со своим каналом я не собиралась. А собиралась сравнивать с тем каналом, на котором она писала гадости. Была на концерте Наташи Королевой живой, она совсем другая. Я очень уважаю Наташу Королеву, ее творчество, вот этот дух, который в ней, но он мне как-то близок. Вот она такая смешная, юморная девчонка. Мне нравится. Но парень действительно сын, он мне что-то, ну, он так лично не похож, внешние данные. Ну вот Висхан ровесник, и то, что я уважаю молодых людей, которые в своей жизни не сидят вот как перед экранами, как НЛО или как что-то там, да, а чего-то добиваются в своей жизни, куда-то идут учиться. Несмотря на то, что известные родители, они получают высшее образование, находят себя в жизни, чем-то занимаются. Я очень уважаю таких людей, которые не сидят у мамы с папой на шее. Так, живой, да. Как зовут вашего мужа и насколько он вас старше? По какой специальности учатся ваши дети, сколько им лет? Ой, столько много вопросов, это надо не месяц, чтобы отвечать. Все это есть у меня на канале. Дети учатся в экономическом. Анжеле 21, Висхану 19, скоро будет 20. И вас с весной, всем доброго времени. Непонятное НЛО, киса, кисуня, салам, моя хорошая. Нам уже страшно, киса. То ли женщина, то ли видение. Киса юморист. Нет. Ну да, я правда... Не, я, знаете, очень сильно не уважаю таких людей. Ну, внешность это одно. Когда люди создают каналы, и на этих каналах... Мне-то, конечно, пиар. Как говорит Анжела, белый пиар или черный пиар, разницы нет. Это пиар, уже пиарят мой канал. Значит, я известная, значит, я уже чего-то добилась, раз меня пиарят, да. Значит, уже все хорошо у меня в жизни идет, если уже несколько таких горе-блогеров, да, рассказывали про меня, и значит, у меня дела идут хорошо, значит, все хорошо. Я даже не расстроилась, думаю, вот это уже, я считаю, успехи. Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь. Совершенно верно, да. Я говорю, такой добрый, позитивный клип. Я была рада. Но вот согласитесь, в последнее время много разврата в клипах. Все раздетые. Мужчины превращаются в женщин, женщины в мужчин, непонятно. Это такой добрый, хороший клип, приятный. Даже деткам можно показать. Тут бывает, включишь телевизор и сидишь с пультом в руках. Не дай бог, чтобы при тебе дети не увидели чего-то страшного. А тут... Пожалуйста, такая хорошая песня, такой хороший внутренний мир у этого парня. Хорошо спел от души, спокойная песня, красивые какие-то иллюстрации из детства, русалки, дельфин. Вот споет сын Наташи Королевой, дельфин и русалка. Ну, вот многие видели у меня на канале, вот
я вставляла. Ну, правда, от души. Нет, оно зашло, и давай. Ой, могли бы то, могли бы то. Да ты кто такая, чтобы сидеть учить людей, которые люди образованные, имеющие 2-3 образования, имеющие музыкальный, богатый внутренний мир. Очень непонятно. Очень. И зачем сидеть полоскать у всех на виду? Под каждым видео есть мой номер телефона. Позвони, скажи: Киса, ты была не права. Почему ты так сказала? А вот так-то. Ну, позвони мне лично. Просто позвони, скажи: мне вот не понравилось. Нет, она хочет пиара. Она хочет, чтобы я назвала ее канал, и чтобы все люди побежали. Этим самым они набирают себе подписчиков. Нет, дорогая, не в тот момент ты попала, не туда. Мама звонила, видимо, много пропустила. Да. Салам алейкум, Дагмара. Уда yazıyor, yersten yüzüm, yat yersten hasta yükis. Хумда ацаризам. Мне нравится сын Королевой. Ну, тут, знаешь ли, на вкус и цвет товарища нет. Понимаешь? Я ничего не говорю. Мне очень нравится. Но просто те гадости, что написала она, он как бы... Я так не считаю. Киса, вы умница, и не трать свое время на таких дур. Да, я говорю, вы знаете, я бы до этого даже расстроилась. Но я настолько уверенная в себе женщина, я настолько уверена, моя жизнь состоялась. Я не говорю, что я стала супер-пупер. У меня есть семья, правильно? У меня есть образованные дети, здоровые, красивые, образованные дети. У меня есть образованные дети, хорошая семья, нет алкашей и наркоманов. У меня есть хороший дом, я строю еще дом, я работаю, я при деле, я занимаюсь 2-3 работами одновременно. Я добилась чего-то в жизни. А чего добилась она? Сидит там с чубом с этим, непонятно кто. То я даже не расстроилась, мне даже стало смешно. Он же говорит: мам, ну черный пиар или белый, это же нормально. Я говорю: ну конечно, значит, у меня не все плохо. Пиарят, обратили внимание меня. Значит, идем вперед, Ахмат сила. Дальше будем продолжать. Бабуся Таня, витаю. Киса, гамахазю, как всегда. Хаскетчила. Да тут пришельцы у нас. Пришельцы из космоса. И вам, Галина, привет. Киса, ты когда-нибудь уставшая бываешь? Я сегодня уставшая. Сегодня я проделала очень много работы. Кстати, друзья, я вчера была в Хасавюрте. Да? Я привезла очень много шикарного товара. Просто безрукавки, цвета ихние и полупоты, я, находясь, сколько раз бывая на оптовом рынке, я никогда этого не видела. И завтра выйдет обзор. Вы же не забывайте, что наступает весна, наступает женский день, наш 8 марта. Мы же должны себя порадовать, правильно? Преобразиться как-то, показать себя. Огромнейший выбор. Я вот сейчас просто буквально одну курточку покажу, которую я себе купила. А цвета разные, и выбор просто огромный. Обязательно посмотрите следующий ролик. Сейчас, секунду. Девочки, посмотрите, какие куртки. Сейчас застегну. Посмотрите, какие куртки, рукава. И они уже такие, они уже не то, что зимние, они осенние, весенние. Ну просто вот это 54 размер. Я себе оставила, посмотрите. Тут еще есть это, ну, ценник. Но куртки просто шикарные. Я в ней, она хотя такая, ну, как сказать, весенняя, осенняя. Я в ней была на рынке. Я ни капли не замерзла, правда, клянусь вам, вообще не замерзла. Ну просто вообще супер. Вот так застегается, блестит она. Размеры разные есть. И розовые, без рукавки. Розовые, я таких никогда не видела, правда. То есть много привезла вот именно для нас, для женщин, такого вот осенне-весеннее. Она блестит, переливается и сама куртка, и рукава. Вот, ну очень красиво смотрится, прям вот. Весенняя, осенняя куртка. Просто класс. И я, кстати, сегодня делала обзор.
Я показывала эти куртки, все, что новинки я привезла, и видео выйдет скоро. Вы сможете посмотреть на остальной товар. Что у меня одна сережка болтается? Та упала. В общем, девочки, завтра посмотрите ролик, все, что есть в наличии, и тогда уже будете определять, что вам надо. Кисаня, привет, ты просто супер, спасибо, Елена. Киса, бюстикл, худещо, да, весведен, Околин, Марьол, обожаю тебя. Я ищука. Алинка, привет. Алинка, привет. Так, Эльвира, так и знала, что интересное пропустила. Хорошо, дорогая. Киса, прочитай комментарий сверху. Мы с Таисом, как тебе на чай с пончиками. Где вверху, не вижу. Как дела? У тебя 35 тысяч подписчиков. Поздравляю, прочитай, пожалуйста. Здравствуйте, Алла. Нет, друзья, ни в коем случае, я клянусь вам, мне вообще нет никакой там, совершенно нет никакой гордыни. Я же сама недавно начала. У меня, кстати, вот 31 марта будет год каналу. Год каналу Киса Чечня. 31 марта будет год. 21 марта мне день рождения, будем отмечать. А 31 марта год каналу Киса Чечня. И обязательно... Что она тут заедает? И обязательно устроим праздник. Обязательно, ладно. Обязательно устроим праздник какой-то, куда-то поедем. В общем, все, буквально все вам покажу. Но я о чем? Что я хочу сказать? Год канала, еще каналу год нет. У меня правда нет никакой гордыни, да, что у меня там 35 тысяч подписчиков. Я говорю, что хотя бы 100, если будет 500, если будет, тогда еще понятно. А что такое 35 тысяч? Это все равно очень мало. Но все равно я стараюсь, где-то стараюсь что-то показать новое, как-то разнообразие сделать. И все. Но я ни в коем случае не хочу хвастаться тем, что вот у меня 35 тысяч подписчиков. Было бы здоровье. Было бы здоровье. Все остальное ерунда. Эзудюк, валлахи, юксунам дук ес, Киса. Доброй ночи, Киса. Приятно видеть тебя на канале. Ты очень хорошо выглядишь. Молодец. Спасибо. Ассаламу алейкум, Киса. Как вы? Привет из Узбекистана. Берегите себя. Удачи вам. Лиана, привет. Рада слышать тебя. Киса, с тебя обалденный адвокат выйдет. Да. Не, на самом деле я считаю, что мы никто не имеем права обсуждать других людей. Да? Мы такие же люди, как и все. Мы все одинаковые. Просто многие люди не то, что меня не понимают, не хотят понять, понимаете? Не хотят меня понять. Они начинают говорить, что я там грубить могу, то неправда. Неправда. Но когда на каналах, извините, желают смерти детям моим и мне, конечно, тогда, как говорится, Остапа понесло. Но я на этом не зацикливаюсь. То есть у меня раньше было настроение, я могла быть расстроена. Я сегодня, когда мне сказали, вчера мне об этом сказали, что есть такой клип, где говорят обо мне, что вот такая-то киса написала. А я бы хотела сказать, а почему ты не представь... И она там высветила именно тот кусок, который я написала. А почему ты не поставила, что ты человеку написала? Какие гадости ты написала? А что ты с чубом? Что ты НЛО с чубом сидишь, и ты выше меня? Ты мне позвони и предъяви претензии, мне лично. А не сиди там с чубом. Скоро цепь оденешь вот эту, что корову носят. Вообще непонятно, кто это даже, непонятно, даже не оскорбление, реально, просто это ужас дикий. Аллах создал женщиной, будь женщиной. Для женщины прекрасное украшение есть, прекрасные заколки, невидимки, накрутить волосы можно, одеть красивое платье, юбочку можно. Сколько возможностей, не обязательно сидеть с цепями в носу. Кисунь, маму-то не хватает в эфире. Маму очень не хватает. Мама, ты чуешь? Мама, мы тебя ждем. Тебе нравится жить в Чечне? Очень нравится. Я приехала сюда, мне было 16 лет, а уже мне будет 21 марта 39. Поэтому я больше своей жизни, конечно же, прожила в Чечне. Так, а сколько там лайков? Смотрите, 316 человек и только 253 лайка. Давайте, друзья, лайканем, пожалуйста.
Ну, давайте лайканем, дорогие мои. Смотрите, 253 лайка, а смотрят 316 человек. О, пошли лайки, молодцы, молодцы. Спасибо большое, огромное спасибо вам. Огромное спасибо. О, пошли лайки, 256. 266. У меня что-то телефон, это, как сказать, глючит почему-то. Так. Так, я с большим удовольствием слежу за вами. Мне очень интересно и нравится. Вы такие позитивные. Спасибо большое. Не, я такой человек от души. Вот что тут, то и говорю. Она говорит, а тут там на канале перед зрителями такая пушистая. А что пушистая? Я иногда могу дать так, чтобы рассказать, что почем. Хуесу, как говорится, да? По-разному. Ну, всегда бывает такой выпуск, бывает такой, бывает на эмоциях. Но я стараюсь себя контролировать. Я же говорю, мне даже смешно. Вот, если бы это было бы полгода назад, 6-7 месяцев, я бы расстроилась, правда. Я так на этом зациклилась. Это так обижает сильно. Да, вот эти оскорбления. И даже то, что Софии написали сегодня, вчера, что Анжеле написали там, чтобы сдохла ты, твоя мама, ненавижу вас, чеченцев, и ваша мелкая сестра. Я даже не расстроилась, правда. Мне даже не стало обидно. Я прекрасно поняла, что этот человек просто не дружит с головой. И все это ему вернется. Желать кому-то смерти, вот что, не дай Бог. Не дай Бог кому-то желать смерти. Пускай все живут. Аллах давно расписал нам всем, когда рождаться, когда умирать. Не нам это решать, не нам это желать другим людям. Ассаламу алейкум из Таджикистана, валейкум ассалам, возле Люэльки, Садерес, Хэл. Да, я слышала, что многие наши земляки нас смотрят, но редко кто пишет комментарии. Киса молодец, совсем недавно наткнулась на твой канал, понравилось сразу. Я тоже жила в одно время в Чечне, желаю удачи. Спасибо. Кис бюстик хыла, мачо хасхетсун, özлелер, хабар дал, мокшалец дуку, шерышка, я хюэл хавизендел. Радима пишет, дел рез хыл, Радимочка, дал сидуэл хавизендел. Дел рез хылшон. И вот вы этим оттолкнете подписчика, вы это, на царицей дует мою долю, вот, как вот я уже рассказывала. Человек родился, и вот его расписано все, вот его доля. Даже суп, который предназначен моей дочке в тарелке, а я, например, осталась одна тарелка супа, я вот его хочу, да, больше нету, а это ее, я даже его никогда не съем. Хотя она может со мной поделиться, но если мне не написано его съесть, это не моя доля, я этот суп даже не съем. О чем дальше можно говорить вообще? Я бы убила ту, которая написала Анжеле гадость, зла нет. Да пусть пишут, оно к ним и вернется. Оно же к ним и вернется. Людмила Ковалева, Киса, желаю вам удачи. Я смотрю ваши выпуски постоянно. Ростовская область с вами. Спасибо, Людмила Ковалева. Я вас знаю вашу фамилию, уже часто пишете. Спасибо большое, Киса, за красивые слова. Так, даже учусь многому, мира и добра вам. Спасибо, Киса, не бывает такого, чтобы всем нравится. Да, на вкус и цвет товарища нет, это же понятно, это дураку понятно. Все. У моей мамы 31-го день рождения, знаю я вас. А София говорит сегодня, я говорю, Софишка, у мамушки через 20 дней день рождения, а там платье, я сегодня там немного порядок наводила в вещах, и платье поправляла, ну, перед эфиром. Она говорит, мама, я знаю, что тебе подарю. Я говорю, что? Я так удивилась, думаю, что она сейчас скажет? Я тебе 2 платья подарю, красивых. Говорю, я говорю, спасибо. Привет из Гатчины, Ленинградской области. Вас очень приятно слушать. Спасибо за то, что вы учите людей жить честно и справедливо. Вы большая умница. Была в Тайцах. Это недалеко от Гатчины. Таня, что-то там бьёха обождешь. Киса, не умею ставить лайк. Ну, спросите там в семье у кого, может, кто подскажет. Это смотрите, вот чат идет, да, вам нужно вот тут в углу крестик выйти с чата, и вот здесь стоит значок, вот такой значок, вот такой. Вот поставьте лайк, и все. И все будет отлично.
Oğlum yazишь, кертан, дик Хорватсовой, Аллах не будешь. Да, по-любому что-то с головой не в порядке. Поэтому я даже не разозлилась, меня это не обидело совершенно. Потому что здоровье, все, что нам дается, все от Аллаха. Как Аллах пожелает, так и будет. А они считают, как многие говорят, ой, а еще чеченская сноха, что... Так я чеченская сноха, я с ними живу, выполняю все то, что обязана выполнять. Но, как говорится, кто меня затронет, откушу по самый локоть. Из-за того, что я чеченская сноха, себя оскорблять или желать проклятия, или оскорблять свою семью я никогда не позволю. И никакая я не пушистая. Я просто киса. Я всегда говорила, говорю и буду говорить, какая есть, просто киса. Вы, кто со мной, любой. Всегда я буду. Никогда в жизни, если мне человек сильно меня не обидит, я никогда не буду грубить, либо плохо говорить, там, либо что-то злиться на этого человека. Всегда гостеприимная, всегда ко мне приходят гости. Люблю посидеть, посмеяться, пошутить. Это все мое. Поэтому не надо все на кису. Вы все начните с себя, а потом переходите на других. А, кстати, люди очень злые. Очень злые. У нас, знаете, у одной родственницы неприятность. Ну, она дальняя родственница, но у нее там по работе неприятность большая. И я, когда почитала, что люди пишут комментарии, у меня просто нет слов. Лучше, наверное, собаки лучше, правда. Даже странно, что люди могут такое писать. Очень странно. Мне так, прям за это я переживаю, за нее, за все. Хотя мы особо тесно не общались, когда там раз в году мы ездим туда, в Ростовскую область, там на поминки или что, мы там видимся, но мне очень жалко чисто по-человечески. Чисто по-человечески. Но я надеюсь на все воля Всевышнего, что все разрулится и все у них будет хорошо. Что есть? Сейчас, секунда. Добрый вечер. Случайно вас увидела в ленте. Очень понравилось вас слушать. Гости Коленьки. Спасибо большое. Добро спасет мир. Киса, как тебе идет эта куртка? Гвозди, красавица наша. Куртка и вам подойдет, так что заказывайте. Куртка не только Кисе идет. Вы закажите, и ваш размер все найдете, себе подойдет. Красивая куртка, Киса, носи на здоровье, буду ждать обзор вещей. Да, наличие куртки, без рукавки, даже те цвета, которых я даже не видела. Выбор большой. Добрый вечер. Киса, не обращай внимания на плохих людей, будьте на позитиве. Да, все нормально, пусть пишут. Наоборот, пиарят меня, значит, у меня все хорошо. Пусть дальше рассказывают. Люди-то заходят, смотрят и приходят ко мне на канал. Естественно, растут просмотры. Я даже рада, все нормально. Ахмат сила. Все нормально. Нас-то лично никто из них не придет, никогда не обидит. Духа-то не хватит. Нужно дух иметь вот здесь, которого нет у этих людей. Я Аллах, это сколько можно быть человека злой, чтобы такое написать? Да, Костя. Извините, что это на подоконнике движется на заднем фоне? А это НЛО. Прилетело к нам НЛО. Мы ж про НЛО говорили, прилетело НЛО. Это шарик Софишкин. Софишка шарик, по всем окнам разложила шарики. Это шарик надувной, простой шарик. Я говорю, НЛО прилетело к нам. Вот здесь вверху стоит значок. Вы его нажимаете, вот так вот ставите лайк. Так, сколько у нас? 3 человека с лайков. Ой, огромное вам спасибо. Ну, очень спасибо большое. От души. От души. Лиана Волгоград, хотела, это вы на фотографии? Да, это Лиана, это она. Аиша, о, Аиша, Маршо, Аиша, Бюслик, Юэлха, Худешуа, Адешуаник, Худешуа, Визендел. Аиш, подарок передайте нас, со Аллахинц, Walлахи, сумел переживать, еще Цагам, дети, что-то расскажу такое, вообще прикол большой. Я, значит, на прошлой смене, когда была на работе, ну, вот видите, вот люди говорят там за то, что Киса любит там, чтобы ели стили, говорили хорошее. На самом деле, часто, когда это происходит, клянусь Аллахом, мне неудобно. Мне становится неудобно.
Вот на работе, вот каждый раз, когда прихожу, бывает такое, что я на одной смене была, были такие люди, на другую смену пришла, уже новые больные, поступившие. Ну, я захожу утром, у меня всегда влажная протерка до обеда, то есть рукомойник протру, окна протру, все идеально чисто, просто пыль убираю. И, значит, я зашла в палату, и я начала с ними говорить на чеченском языке, ну, это все, я же как всегда, у меня, когда захожу в палату, я говорю, так, дядик Хилма серия, я говорю, как поживаете, как здоровье, ну, они начинают там, кто, ой, у меня то болит, ой, я с этим поступила, ой, у меня тут болит киса, а если тут болит, а если это поджелудочная, а если у меня сахар, они начинают, я говорю, так, ладу алмаса райнц. Если хотите выздороветь, послушайте меня внимательно, я ж так с юмором, если хотите выздороветь, что вы должны для этого сделать? Они такие, ну, я шучу с ними, они говорят, ой, Кис, что нам сделать, что подскажи? Я говорю, вы должны для начала подписаться на канал Киса Чечня, а потом я приду сюда с вечерним базаром, вы должны будете у меня купить вещи, и тогда вы точно отсюда здоровые все выйдете. И они начинают долгаться, я, о боже, вот они с меня смеются, говорят, ты шутница такая, так серьезно говоришь и шутишь. А я же говорю, чтобы вылечиться, вы должны подписаться на канал Киса Чечня и купить у меня вещи. Я, в общем, когда свои дела заканчиваю, ну, у меня там пару сумок, я всегда меняю. Я в одну сумку платья, там, в другую, там, где платки, где такие шапочки. И я вот по палатам пройдусь уже, когда свои дела все сделаю. Не в рабочее время, а когда уже вечером, 8-9 вечера, вот так. И они все смеются. Я говорю, так, рукава заканчиваю, так, ладу алмасара. Аж инсудили дождь, да, хотите отсюда выйти здоровыми? Подписаться дождь на канал и купите вещи, тогда у вас все будет хорошо в этой жизни. И они, в общем, это... Ну и так, в разговоре, одна мне из них говорит, Кис, а ну к чему от махазбица? Хоку заряд 100%. Холам раю мяцунца, но к чему отца? Хаз мягко, хазбица. Она мне говорит, Кис, ты наверное, ну, ламро это, ну, ламро такой тейп есть, это настоящие чеченцы, у которых вот, как сказать, ну, чисто говорят на чеченском языке, да, вот ламрой такой тейп есть. И они говорят, ты, наверное, ламрой, ну, вот из чистого. Я домой, когда пришла, супругу своему рассказала, я говорю, иштнаха, мало все, киштцен, нох чему отбиться, хазбиться, ахкиса. Он говорит, хуэлера, так, азба, ишти. Но мацелер, алмат езарахца, хам, хуэл езербас. Тебе надо было сказать, терек естерет. Казачка оттуда, с терека, ламра. Ой, остались так вообще. Там, где терек у нас, там казаки жили раньше. И, может, и сейчас живут. Ну, в Чечне казаки. Вот как у меня отец был, донской казак. Там вот эти казаки жили. Он говорит, Терский, теркерю, алмат езера. Оттуда родом. В общем, посмеялись. Какая вы добрая и милая. Всегда мечтала общаться с добрым и желанным человеком. Дагмара где? У тебя прям чеченский дух, Вайделор. Киса, я вчера тоже видела, что написала Анжеле, до слез страшно. Да, я Аллахом, да, царизам. Лиана пишет, у меня старший, как что говорит, Ахмад Сила, прям дежавю. Да, у нас тоже так, если что, мы тоже. Ой, к нам пришла принцесса. Покажи людям, пожалуйста, это. Я пока сейчас куртку сниму. А ты людям покажи лол, скажи, я вот такой лол нарисовала. Покажи людям, покажи. Смотрите, люди, что я сделала. Да-да. Смотри. Ты показала людям? Хватая, блин. Что говорят люди? Они, наверное, там в шоке все, да? Падает леди Багма. Ты ж людям показала, что ты нарисовала? Люди, посмотрите, у Софишки есть краски, и она вот нарисовала вот такую картину. Называется картина Репина «Приплыли». Да? Ой, молодец. Молодец, Софишка. Ой, как... А тут у нее куклы Лол есть. Посмотрите, она очень любит куклы Лол. А тут она вот так нарисовала, да? Ой, Да. так... Они пишут, какая молодец, Софишка.
Это я сделала. Ой, это ты вообще умница. Тебя вообще творческий успех ждет. Может, ты будешь даже художником, да? Художником. Мгм, Мама, давай ты будешь рисовать. Ой, я же не могу рисовать. Давай-ка присядем. Ты Давай. так сделай. Давай здесь. Ой, телефон. Давай присядем. Давай. Люди как на тебя все смотрят, говорят, они так ждали тебя. Они думали, ты уже спишь. И спил. Не сплю, да? Ай. Так, киса, сейчас люди злые стали. Прям не знаю почему. Готовы друг друга загрызть, как собаки. Может, время такое, народ вымещает все свои обиды друг на друга. Да, возможно, даже... Не, ну бывает, когда кто-то что-то напишет, но когда желает смерти, это как бы уже, я не знаю, какие бы ни были проблемы в семье. Допустим, я знаю много людей, у которых финансово не хватает, там, ну, слабо живут люди. Но, извините, желать смерти детям, это мне даже жалко. Я не то, что сказать, разозлилась там, нет, клянусь, просто я думаю, ну, у человека что-то действительно проблемы большие в жизни. Или одна написала, ой, кису ждет еще такое, там что-то страшное ждет впереди, она еще не знает, скоро у нее будет такая травма большая, в смысле, я начал. Кису ждет такая травма, она еще не знает, а ее ждет такая новость впереди, у нее муж скоро возьмет вторую жену. Я говорю, как это не знаю, написала. Я ему ее нашла, скоро свадьба будет, что это не знает. Я лично сама нашла, и скоро будет свадьба. Кисуня, делрез хелгон, ва, и шок, дал догри где, ага. Салиха, не бойся, дуру судьба накажет. Да, киса, как твой муж реагирует на эти комментарии плохие? А, никак, он говорит, просто молча удаляй и все. Все нормально. Как тебе нравится жить в Чечне? Ну, нормально. Я уже столько лет здесь живу, что мне уже все как-то привычно. Здесь все доброе, мне кажется, это так приятно. Такой позитив, спасибо, киса, собрала все. Да, мне тоже нравится. Я, вот вы видите, ну что я, кому-то хамлю сейчас, или кого-то обижаю, матом на вас про, или я оставляю, как некоторые блогеры, есть понапиваются матом на своих подписчиков, кричат, ругаются. Я же никого не обижаю, не оскорбляю. Где-то стараюсь что-то интересное рассказать, пошутить иногда, какой-то случай рассказать. Ну, довольно-таки адекватный человек, люблю все эти шутки в меру. Не знаю, это те, кто только от злости от своей, от какой-то, от зависти, от того, что они не состоялись как люди, они вот начинают искать во всех проблемы те, что есть в них самих. А мы живем, ну, моя жизнь состоялась, я состоялась как человек, как женщина, у меня в семье, альхамдулилла, все нормально, поэтому... Дагмара, где написали Анжелке, под каким видео? Нет, под комментарием Аиш написали, там она в сообществе, у Анжела на канале в сообществе, там желали смерти и мне, и Софии, и Анжеле, всем. Чеченские твари, ненавижу вас, чеченок, там что-то такое. Это все ерунда. Мы гордимся, что у нас такая сноха. Когда будет стрим с сестрой и с мамой? Ну, с мамой, надеюсь, будет очень скоро. Мама скоро. Тогда у меня мама была последний раз, она как раз занималась лечением зубов и не могла присутствовать на стриме. Но сейчас приедет скоро, обязательно сделаем. Я очень тоже люблю стримы с мамой. До скольки твоя смена вечером? Ну, как это до скольки? Я на сутки заступаю. Я считаю, на работе сутки. Киса, какая я сегодня молодец. Еле-еле сдерживаюсь быть культурной. Я тебя умоляю. Я тебя умоляю. Я смотрю прям... Да я даже не заметила, ты сегодня весьма... Мы говорим, в каком видео ругали дитё? Какое дитё? А много тейпов входит в ламбро. Чанти, это ламбро? Я этого не могу сказать. Я не очень сильно в этом разбираюсь. Прочитайте, пожалуйста, мы гордимся тобой. Аиша, это не под видео. Анжела в Инстаграме написали. А она скрин сделала в Ютубе есть. Да, в сообщество, по-моему, она.
Я ей говорю, Анжела, не надо уже ставить, уже как бы, она говорит, мам, я хочу просто, чтобы люди увидели, и чтобы в очередной раз потом не удивлялись, если там иногда ты можешь где грубо ответить, чтобы люди знали, какие гадости нам пишут, и чтобы просто представляли. Я говорю, да ну, телек естер. Га, Эллер, и он целлера. Так, она так серьезно говорит. Ва, кис, кузаряц, мяцун. Хоцаца, хаза ногчи мод биться. До того приятно тебя слушать. Так красиво ты говоришь по-чеченски. Цахаз мягко бьются. А, вы ногчи мод. Так красиво ты говоришь. Ты, наверное, 100% не отсюда. Ламрою мяцун, цер моцанца. Я говорю, ламро, да, туда. Телек естер, ламро. Лян, вы правы, нам наверху ей будет мама, не горюй, сама себе приговор сделала, слов нет. О, божечки, принцесса, золото мамина, Софишка. Киса, негативное мышление создает препятствия, позитивное мышление устраняет их. Хребет Кавказа, бюстик, хилмарш, войл. Все правильно. Пришла Софишка, сразу светлее стала, да. Леди Баба, Софишка говорит. А, понятно, Дагмар, Дерец, Хел, София. Ой, что за красоту нарисовала. Я же говорю, картина Репина, приплыли. Софишка будущий художник, да. О, Пикассо современный, София молодец. Бюстик Хел, Массери, Дерец, Хел, да, ездила. Софишка говорит Леди Баг. А, да, Леди Баг. Это, по-моему, какая-то кукла, да, или из мультика. Патя, Ляна, вы чеченка? Нет, Ляна не чеченка, но она жила в Грозном. Тейп, дать, некоторые Веденские тоже относят к Ламры. Веденский, на Жиритовский район, Нохчо, Маххо. Людей гор называют Ламрой. Да, правильно. Вторая жена. Ну, это так. Забор. Ассаламу алейкум, умница моя. Научилась, как дальше с ними бороться. Продолжай в таком же духе. Все лайки твои. А. Ну, кране набери. Они говорят, кису ждет большой удар скоро. Она еще не знает, но ее очень ждет плохая новость. Там кружка. Думаю, что за новость? Она даже не знает, у нее скоро такой удар ее ждет. У нее муж возьмет вторую жену. Я говорю, в смысле удар? Я ему сама нашла ее. И в дом строю второй для нее. Что значит удар? Ну, вы даете. Вы, оказывается, не во все известия освящены, как говорится. Кис аргони yola пончик мою гойшсон. Ой, кисин ищелар, да, весь ищелар. Завтра мне опять в город нужно ехать, отправлять посылки опять. В общем, очень много дел завтра, очень. Патя, я метистка. Ляна, как ты метистка? Ну, шо с чем? Киса, мы не дадим тебя обижать. Кто тебя обидит, тот не человек. Наша любимая чеченская сноха и сестра, прелесть во всем. Вот и все. И сон я всегда. У меня такой прекрасный тыл, вся Чеченская республика и нация. Так что я ничего и никого не боюсь, кроме Аллаха. А собаки лают, да, караван идет или как там? Красивая вы женщина, Лиана. И это опять подтверждает то, что говорят, что метисы красивыми бывают. Патя, спасибо. Маша Аллах, мама приедет скоро. А мне Лиана чем-то напоминает Светлану Лободу. Патя, салам. Софишка, наша принцесса, привет. Киса, не поверишь, в шоке от себя. Я что же думаю, что это Лиана, я даже боюсь такого утишья, притишья. Да, Чанти Ламрой, мы все ногчи. Алейкум салам, варахматуллахи ва баракатуху. Такое пожелать детям может человек с темной, жалкой душой. А так сказала блогерша Малика Сатова. Пусть очищаются. Да, пусть. Дересхл адал эту бойл. Когда вы с мамой вместе чувствуется, ты особенно рада или сходишь. Когда мама рядом, вообще дуэт настолько бывает. Мне очень, мама у меня юморная. У нас и Анжела юморная, но, правда, она не может себя показывать всегда на эфире. Нет возможности. А так, если бы мы были трио втроем, то вообще, это, наверное, весь эфир бы угорал. Как же хорошо, что Забор. А то я подумала, такая красавица, куда второй? Ляна, такой позитивчик.
Да. Ну чем плохая новость? Будет помогать посылки паковать. Конечно, я говорю, мне нужна помощь. Все, кто не приезжает, приезжают в гости, всех запрягаю. Все чем-то помогают. Вот сестра приезжала, Ира, в гости, тоже собирала посылки. Поэтому помощь нужна. Почему? Нормально. Киса. Эльвира, просто меня киса заблочит. Предупреждение было. Ляна, я тебя умоляю. Ради всех святых. Если честно, я тоже тут сдерживаюсь. Иногда несет Ляна. Киса наша гость. Как говорится, собака, караван идет. Береги себя. Правильно. Чао, киса. Мария, Италия. О, Мария, доброй ночи вам. Привет, Италия. Софишки, ляжка мне Софи Лорен напоминает. Или что-то, да, что-то вот такое есть в ней. Женщина должно быть все прекрасно. Киса комментарий пропустила, главное, увидела Софишку, ее картину. Я пошла спать, все, спокойной ночи. А что-то я пропустила, стараюсь все читать. Спасибо вам большое, обязательно спокойной ночи. Когда прямой эфир, дай мне знать. Ага, обязательно, Дейц, Хайтер, Дон, Дейрес, Ляша, не сдерживай себя. Дагмар, я зароинт. И та изуль. Эрцеокш. Моя и заводить. Хол, соцена, еле-еле от меня. А где художник? Очередное творение пошла создавать. Мое тоже пропустила. А что там? Ну, напишите еще раз, друзья. Я же не специально, но бывает так, что чат бежит же, бывает что-то пропускаю. Если пропустила, напишите, пожалуйста, еще раз. Да, художница пошла творить. Пошла творить. Салам алейкум, бюсти филма, сельки садал, это был, хадик зудио, машала, дересхл хадижата. Салихова, не дразни меня, еле терплю. Ля, ты когда приедешь в Чечню? Мама, где нам яблочки отрезанные? Яблочки? Анжеле скажи. Да, где? А я не знаю, я же работаю, мне пока... Ты яблочко хочешь? Мама, выключи камеру и иди. Мам, выключи камеру, иди-ка сюда, иди. Люди сказали, а где художница? Она что, пошла рисовать очередную картину? Они спрашивали, где? Картина? Ага. Там она сидит на диване. Сидит на диване? Ты прям вся сегодня такая яркая, блестишь вся. Мои ты блестишь. Там мы все блестим. У нас же теперь салон красоты есть, поэтому мы все блестим. Мама, вот я нам яблочки. Яблочко хочешь? А уже баечки пора. Ты я уже яблочки, но Яблочко. отрежете. Да. Ну пойди там в коридоре, возьми. В холодильнике посмотри яблочки. Нет, здесь. Ляша. Киса, я лущу, хаймаю. Да это шутка все. Балда. Привет из Берлина, от сестры Дагмары. Мам, Мы с тобой говорили по WhatsApp, когда вы были на смене в больнице. мам, А кто? С ну, кем? я Знаете? на деньги яблочко. Сейчас, дайте яблочко, дам ей. Мам, хочу я это. Ты пробовай. Смотри, что нет яблочки, не закончились. Апельсинку будешь? Не, я хочу яблочко. А яблочки закончились. Мама завтра купит, хорошо? Сейчас правда нету, видимо, все А может, скушали. огурчик? Огурчик будешь? Ну давай огурчик. Давай огурчик, моя хорошая. Огурчик. Такой, да? Да, ты отрежешь? Хорошо, огурчик отрежу. Ага. Мама, он грязный, а грязный. Угу. Сейчас я на тарелочку положу. Когда яблочко красивое?
Мгм. Ну, сейчас давай соли чуть-чуть. Давай соли. Все, иди кушай. Больше мне не мешай, хорошо? Спасибо. Пожалуйста, на здоровье. Я же занята, мне не мешай, хорошо? Так, так. Лето хочу приехать, боюсь загадывать. Да, приезжай, Юлан хотел сказать, Ляш, приезжай. Отдохнем хорошо. Принцесса, а ведь и правда Светлана Лобода. Да, похоже, вот что-то есть сходство прям. Таиса Кисина, Таяла Зудиная. А кому вы отправляете посылки? Ну, я занимаюсь торговлей, отправляю по всему миру посылки. Ляна, спой нам твои глаза. Ляна, держись, дорогая, держись. Я украинка. Вы вижу в Италии. Ой, так по-нерусски мне так тяжело читать. Я извиняюсь. Можно по-русски написать? Ой, девочки, не говорите про вторую жену. Такая неприятная тема. Киса бюстикюл, хамахаз, хаят хёга, йоулак, дересхэл. Киса на все руки мастер, такую больше не найдем. О, девочки, сейчас как спою, меня же соседи еще больше ненавидеть будут. А это, Лян, ты когда приедешь в гости ко мне, мы с тобой сделаем прямой эфир, и ты споешь, хорошо, на эфире? Киса, доброй ночи вам. Спасибо вам за вашу искренность. Вы очень душевная. Да, я такая. Я вот душевная. Я вот от души. Могу, раз накопилось, могу что-то высказать. Бывает, меня несет. Да, но бывает несет. Ну не безгрешно. Бывает, где-то надо промолчать. Ну надо. Но несет это, кровь бурлит. Но не всегда могу сдержать себя. Где-то бы и надо бы промолчать, но есть такое, признаю. Не говорю, что я пушистая такая, но я стараюсь, я как-то хочу за добро, за мир, за дружбу, вот этих косяков, намеков, зла, откуда оно в людях такое берется. Но я довольна тем, что у меня в семье нормально, что я имею возможность заработать какую-то копейку. Ну, если человек вот часто, который не состоялся, он заходит, давай лить грязь ему все, что бы ты ни показал. Так, вот есть одна не, она не блогер. Есть одна женщина, у нее фотография, как сейчас, не знаю, кто она, но у нее вот такая голова рыжая. Она у многих блогеров тоже гадости писала. И она сначала у меня писала гадости, блокировала, потом к дитю пришла на канал, к Анжеле писать гадости, и Анжела ее заблокировала. И еще на нескольких каналах я видела, она пишет не очень хорошее. А то сегодня из одних девочек-блогеров я случайно наткнулась, и она там пишет, ну, все хорошие комментарии. Ну, вот все. Не такой уж канал сказать там супер-пупер, но все хорошее пишет. И тут я поняла, так это именно к нам неприязнь, именно к нам, так, а мы ее совершенно не знаем, совершенно чужой человек. Вот откуда-то есть же эта злость, откуда-то, правильно? Что ты отправляешь мне? Занавески нужны. А что ты отправляешь мне? Занавески. Занавески я тоже отправляю. Я, кстати, поеду в четверг. Мне огромный, наверное, я не знаю, так, метров 60 заказала мне одна клиентка, ну, шторы, и метров 30 другая. И мне надо ехать за шторами. Вот, наверное, это в среду я на смене, сменюсь, и в четверг мне надо в Хасавюрт поеду. Так что, если что, Киса, проведи на жареном канале. Киса, проведи на жареном канале прямой эфир. На каком жареном канале? Ляна, мы не услышим все равно, не дразни соседей. Нас всех иногда несет. Да, бывает. Я же говорю, и даже я вот единственное, не единственное, а какой-то из многих плюсов во мне, я умею признавать свои косяки. Я не говорю, что я прям такая хорошая, идеальная. Да, несет. Да, и мне мама часто говорит, Кис, ну где-то надо было тормознуть, ну тебя прям надо так. Я говорю, мам, ну надо было, ну все уже поздно, ну высказалась, получилось так. Ну не могу себе держать, не могу, ну вот такая я.
Очень уважаю таких, как вы. Спасибо большое. А вот посылки, все посылки, что у меня заказывают, что отсылаю, и многие посылки, что вот входят в тот момент, как правильно сказать, вот если я вижу адрес, мне поступил заказ, я вижу адрес там Ставрополь, либо Краснодар, либо Ингушетия, либо Беслан, Баксан, то есть по трассе, куда супруг ездит в рейс, да, вот он ездит в рейсе, и в Азов ездит, и в Ейск ездит, и в Новороссийск ездит, и вот это основная трасса. Если я вижу, что какое-то место он будет проезжать, мне правда, люди, зрители мои, клянусь Аллахом, чисто ради того, чтобы людям сделать, чтобы не платили лишний раз эту копейку, я сама им пишу, а в каком именно населенном пункте вы живете, и даже люди, которые здесь заказывали, не дадут соврать, в каком именно населенном пункте вы живете, чтобы вам супруг мой довез до того места, а там бы вы встретили, там сын приехал, или внук, или кто-нибудь, чтобы вам за эту почту не платить. Но раз он едет и будет проезжать эту дорогу, я стараюсь сделать добро людям, хотя это мне опять головная боль. Нужно, чтобы давать номер, чтобы он созванивался. Он часто, бывает, едет в рейс, спешит, ему некогда. Это нужно останавливаться. Не то, что он подъехал, люди стоят, уже ждут. Нужно их ждать, пока они подъедут, перегрузить это все. Человек, который занят, едет далеко в рейс, конечно, ему это накладно. Но все ж таки для того, что делал Уранер, и нахан, думаю, что людям какая-то помощь, какая-то польза будет от меня, что это за эту посылку им хотя бы платить не придется, хотя бы тем, кому я имею возможность передать эти вещи, ну, бесплатно, скажем так. Красивый, стих. Посвящаю Кисе. Кисочка, киса, любимая наша, у тебя чудесный дар. Всех ты можешь накормить вкусным блюдом, удивить. Так что пальчики оближи, лучше кисы не сыщешь. Ой, спасибо большое. Браво, стих, красивый стих, машалла, браво, белиссимо. Киса, чо, Огаля Арсон. Я могу, Дагмары, взять твой номер. Я могу, Дагмары, взять твой номер. А номер будет в описании под этим видео. Мой номер почти под каждым видео, потому что люди, которые, я всем говорю, что кто хочет что-то заказать, пишите в личку. У меня вот с Германии заказали, и с Франции шторы заказали. Я вот должна поехать за ними. Связи Муирергец. Так. Да, киса. Особенно Кая с детей. Да. Чего дикадам дога. Киса, подскажите, пожалуйста, у вас есть чат WhatsApp для покупок или выбирать только по видео? Вы красивая, очень мудрая. Нет, ну вы выбрали вещи, которые вам понравились по видео, да? Вы мне пишите в личку, я номер указываю. Кис, я хочу-то то-то и то-то. Все, от вас требуется только что выслать свой адрес. Я вам высылаю на WhatsApp номер своей карточки, вы оплачиваете, пишите свой адрес, я вам отправляю любую вещь. То есть вообще проблем нет никаких. Я каждый день отправляю посылки, каждый день. Привет из Кыргызстана, привет. У вас просто боевой характер, и это неплохо. Вы с Хадижей неугомошки. Как можно не уважать человека, который трудится как пчела, а еще и дом, семья, это же труд. Мне в Берлин надо, киса. Вот я на Берлин буду, но это только другой город. Сейчас мне заказали. И, кстати, мне они отправили деньги сегодня на Western Union, но там еще PayPal есть. Если возможность будет, мне, пожалуйста, на PayPal, мне так легче. Они там не смогли сегодня как-то на PayPal мне отправить, но мне удобно, когда, ну, на PayPal приходят, да, деньги. Потому что люди, которые за границей присылают, ну вот Седа с Америки, она мне как-то получилось, что она прям на карточку прислала, да. А есть многие вот с Франции, Берлин на PayPal присылают. А вот эта женщина, она много заказала шторы, тюли, она мне прислала на Western Union. То есть это мне нужно будет поехать на почту, там указываешь номер, ну и получаешь деньги. То на PayPal приходит прям на карту, поступает в PayPal, потом оттуда можно перевести себе на карту. Поэтому мне так удобнее. Как дела, как настроение? Привет всем. Все отлично, все хорошо. Настроение хорошее у всех, иншалла.
Так. Ты Суна Яйтла Киси номер. Я всегда говорю на канале у себя, ну, я никогда больше всего боюсь вот какой-то гордыни там, либо что из себя что-то возомню. Ничего подобного. Аллах свидетель. Ничего. Просто киса. Я говорю, бывает, может, несет. Бывает. Но, в принципе, всегда пойду навстречу. Всегда, чем могу, тем помогу. Аллаху, что от всей души своей. Все. Другого выхода нету. Просто, как говорится, не всегда у меня есть возможность отвечать. Представьте, мне вот заказы идут, просто ни минуты отдыха нет. Один пишет, уточняют размеры, просят выслать фотографии, просят показать такое, просят открыть какую-то посуду, что-то показать. И некоторые, бывают даже мои знакомые подруги, обижаются, ты нас вообще забросила. А мне просто некогда. Мне некогда общаться по WhatsApp, там, писать какие-то там целый день переписки. Бывает редко такой день, что я ничего не делаю. Я ничего не делаю, это значит что? Не занимаюсь посылками, я просто там по дому, где кушать готовлю, где села чай попила, где там что-то убрала. Ну, свободный день, где стирку заложила. Тогда я могу пообщаться. А в принципе у меня график гружен, потому что, сами понимаете, нужно поехать это все и закупить. Привезти домой, все это расставить, все это прорекламировать, потом собирать эти посылки, ехать на почту, отправлять, забирать. То, что по месту с Веденской почты отправляют, то, что за рубеж с города нужно отправлять. Просто у меня нет времени прямо общаться вот так вот по WhatsApp с утра до ночи, переписываться. По телефону я вообще не разговариваю с кем, звонков вообще никаких. У меня нет на это времени, правда. Совершенно нет времени, честно. Только зашла, голубой поток очень идет. Спасибо большое, Марина. Привет из Австрии. Привет, девочки. Даю номер кисы, только да, внести первый взнос. Как мама говорит. Одна женщина. У нас как-то с мамой ой, весь чат смеялся. Наверное, многие из вас присутствовали. Значит, одна женщина пишет: Киса, вы мне так нравитесь, мне так нравится вас смотреть. Что для этого? Ну, что? Я так хочу с вами общаться, подружиться. Что для этого нужно сделать? А мама, я тут сидела, а мама здесь. Мама говорит, нужно внести первый взнос. В общем, весь час. Вот так смайлики шли, все смеются. Да, Дагмар, без носа никому свой номер малола. Мадит из Странбурга. Вход платный, да. Эх, надо было раньше догадаться. Ну все, пошел бизнес. Шучу, девочки, все равно денег не дадите. Ну поэтому и шутишь. Уж досі хуже, да, Дагмар? Не верьте, Салихова, получит деньги и кинет вас. О, Чекуева, сам яла. Маші Орилга, куди що? Ви тут шутки шутками, но цілим душу весна, первый день весны, подходит весна, пойдут массовые работы во дворе, стройка и так далее. Поэтому, чтобы не было, зиму всю с кисой провели, как стройка началась, так все кто куда. Вот тогда я пойму, кто друзья, кому киса нравится, кто хочет с кисой пообщаться, от души считает снохой, так, хурдусон. Киса – это сила всех, баба. Бала-бала с негативным комментарием будем учить по-свойски. Да пусть болтают. Пусть болтают. Все. Уже я готова, Ильич, уже год каналу. Так что все, пора уже привыкать к этим всем людишкам, извиняюсь. Пусть пишут. Я же говорю, Анжеле так написали, где пожелали смерти мне и дочкам. Меня даже это не задело, клянусь Аллахом. Потому что все от Аллаха. И каждый получит по своим заслугам. Ничего, молодец. А что, каждый зарабатывает как может. Да, Дагмар, действительно, каждый в этой жизни крутится как может. Так что ты собирай бабло, я тогда к тебе приеду. Дань отдашь мне. Поделимся, Дагмар. Киса шум хазаш, Мадрона, красавица наша. Тхо, ишт хаза ирдо, что гоят, хаух шкурдела мяцон. Ну, может, у кого нет, заплатят. Да-да, я помню этот эфир. Да, мама говорит,
Мама говорит, нужно внести первый взнос. Тот эфир мама только так сдавала вас. Да, да. Я говорю, мама, у тебя больше на эфире не будет. Говорю, ты мне невыгодно, говорю. Но все равно уже соскучилась так за ней. Скоро приедет, сделаем прямой эфир. У меня вообще молодец, вообще такая юмористка. Дагмара, дело говоришь, время нынче другое. Да, все правильно. Киса, добрый вечер из Германии, добрый вечер. У меня, кстати, я сняла ролик по поводу штор, да, но Анжела, она так прошла чисто лирически. А я вот именно показываю там шторы, открываю их, показываю, поэтому девочки уже многие заказали у меня из Германии, из Франции. Поэтому я в следующем видео, завтра у меня, наверное, будет обзор вещей, которые я привезла. Может, ну, на днях будет видео, где я вот именно шторы эти показываю в Хасавюрте, потому что заказов было очень много. Ну, в смысле, как заказов? Просили снять, хотя бы показать, какие расцветки есть, рисунки, просто хотя бы иметь понятие и заказать. Я у женщин, которые всегда беру себе шторы и занавески, и все вот это. В общем, я у нее уже поехала, закупилась, одну посылку отправила. И эта женщина же, еще одна заказали мне еще, и вот мне нужно опять поехать. Поэтому тоже ролик смотрите, может кому, как говорится, и понравится, закажете, то отправим без проблем. Мади, нет, просто по 67 поняла, ты сама себя запалила, у меня мама там живет. Эх, Чикуева появилась, я же ее кинула. Аишсха, это мобези, да, бездер. Да, мама юморная. Софишка, бюздик хылга, хамахазю, машала. Софишку же чую, очень жду эфира с мамой, но херю да алмула. Чикуева, тебе в банке нужно работать, где у тебя на денежка хорошая. О, не говори. И малину они хотели. А, кстати, Аиша, Чекуева, Салихова, Дагмара. Еще была одна постоянно с нами была. Лёля или Лала, как ее звали? Игуш Маяц. Может, она под ником, но здесь с нами. Дик комментарий, что чего саму не говорит, он ник хуера. Лёля или Лёлик, цаям ярисы. Мечают ее, Игуш Маяци. Не видно ее вообще. Валлахи, киса, Мадик Зудё, труженица, моему брату чеченцу повезло, такая идеальная хозяйка. Я твоя сестра навек, да, Алмула. Дересхал. Да, его чула дохчем, он вообще несчастный человек. Шутка у нас такая была, мы теперь часто вспоминаем и смеемся. Но он, когда в рейс уезжает всегда, я переживаю, пока доедет. Почему? Потому что, ну, дорога дальняя, по дороге разные тут аварии бывают. Не дай Аллах, конечно, никому. Пускай всем везет на дороге, всем, кто сейчас в дороге вообще. И я как-то была на смене, и я, значит, уже свои дела закончила, поубирала, все сделала. Зашла в комнату, телефон был у меня на зарядке. И я написала ему, или голосовое отправила, или написала так, говорю, хозяин, где шо, дака чего? А он мне говорит, hayır dün dakika çusa. Hayır dün dakика çusa. С тех пор мы смеемся вообще-то. Я даже не знаю, как это правильно перевод этому сделать. Если кто знает, пусть напишет. Как правильно перевести это. Бюсти килшу дерес киса хайкантен икса. Хазуя, гук дирдолшуя, гук дирсалшуна, вешат, хазхилчи даже. Приятного всем эфира, киса жим док цадош, хилер доцу. У меня все в норме. Надеюсь, у вас все хорошо. Маш ойлшо. Дерес хил, дорогая. Аж дуйшу, аж дом. Дер без Дагмар, хоть жить умею вертеться. Точно, Иша, появляется в самый ненужный момент. Аж душу, аж долчу, аж до. А я что дал, мол, что где что? Мама когда-то говорит, особенно пирожки, запах и вкус, как будто на экране передавались. Желудок сводила. Да, Иша, чеченка, алхамдулилlah, аж до, марш йовел. Киса, теперь я тебя часто буду вспоминать. Как только буду надевать черное платье велюровое в горошек.
Киса, свекор так выбрал правильное имя, притягивающее очень даже. Спасибо большое. Марет, Даял, представить, где Ахьяйтин коробка щири. Там перестановки еще, там, где у меня товар в комнате. Суна харгуманш гамацагир Ахьяйтин хлаешь. Представь, ты, еще у меня эти холодильник, я даже тебя не поблагодарила за них. Окея, фирма Окея называется. Это вот, что это? Это я вам сейчас скажу. Подставка для телефона. Да? 504 рубля стоит, и не дешевая. Вот так вот ставишь телефон. Смотрите, подставка для телефона. Либо вот так вот можно. Не, вот так. Либо вот так можно. Смотрите, какая хорошая Икея подставка для телефона. Вот сидишь, да, кушаешь там или что-то. Мне вот очень нужно. Я, бывает, сяду покушать, а мне одно заказы, одно посылка, мне это в руках брать, то я раз телефон поставила и так листаю и смотрю, и руки свободные. Либо там черемшу чищу, сижу, руки грязные. Вообще классная вещь. Далса, Юэль, Хавизиндейл. Я этим хла. Сегодня только увидела. Мы же не все коробки еще собрали. А сегодня я там перестановку делала и увидела. Милдику мила, о, вещь сон как раз. Привет, Машала. Очень удивительная женщина, Такиса. Ой, дин дакачу сато. Да, işte Елен. Вы что, хотите дацежно? Не, я хочу. Дайлол? Пижаму одевай, иди быстро. Пижаму одевай. А куда? Не начал. Пускай. Киса, на, хрясь, не буду завидовать, да, не обращай внимания. Да, не представляю возле кисы другую женщину. Виталий Колесник, привет из Москвы, доброй ночи, Кис, отлично выглядите. Привет маме, Тане, здоровья вашей семье. Здравствуйте, Виталик, приятно вас слышать. И вам привет всем передавайте. Кис, расскажи, а как вы отнеслись к этому в тот момент? Ну, неплохо отнеслась. Неплохо. Так. Мам, Оу, свет слабый. где? Здесь. Выключи свет. А ну когда мне туалет идти пить? Пап, пап. Так, нас 216, да, человек? Да, Елер, hayış dün de kaçıyorsa var. Da kaçıyorsa vamba. Делю салам маршал хилмасе киса. Так. Гладио квадратац. Да. Такс. Хабашка здесь, киса. Ну, стараюсь я. Стараюсь что-то рассказывать такое, как говорится, по делу или что-то интересное, чтобы людям было интересно послушать, интересно было зайти на канал. Ну, вот так вот. Забождется. Я это имя впервые услышала от вас. Мама настоятельно рекомендовала, чтобы я начала вас смотреть с сестрой. Япончик, шейтавик. Мела, вент, я даже не подумала. Аргуня уж. Я ильяме горду на пробу. Ага. Аж есть он, своего рерчай мало. Вы такой в Калине не собираетесь, киса? Обязательно приеду. И очень скоро. Собираюсь, обязательно. И Тумкала, Биной, вообще всю Чечню, Нажаюрт, посетить все показать хочу своим зрителям.
по мере возможности все красоты Чеченской Республики, какой у нас тут народ гостеприимный, как мы рады гостям, туристам. А то многие пишут: ой, Чечня, да, красиво, но ехать боимся. А чего боимся, не знаю, у нас очень спокойно, все хорошо. Муж с юмором у тебя, киса, да, да. Он так молчит, молчит, потом как скажет, что вообще... Да. Санис целуешь, Дик. Киса, как день рождения собираетесь отмечать? Ну, хочется хорошо как-то отметить, как-то немножко не особенно, скажем так, но ни в коем случае не дома, что-то там готовить, чтобы простоять целый день около плиты. Чисто так, прогуляться, может съездить в кинотеатр, там, посидеть в хорошем ресторане, куда-то съездить. Вот так вот хочется день рождения. У меня 21 марта день рождения, а 31 марта год каналу Киса Чечня. Это тоже для меня первая такая дата на моем канале. Тоже хочется, ну, я не знаю, надо подумать. Я еще думаю, что-нибудь такое в виде праздника сделать. А что муж сказал? Хоть примерно скажите. Кто может перевести эту фразу так, чтобы это было? Ну, я спросила, ты доехал? Приехал, ты доехал до своего места? Но он типа сказал так, как я тебя узнал, с тех пор я доехал. С тех пор доехал я. Как узнал тебя, с того дня доехал окончательно. Приехал, доехал. Я не могу точно перевести. Но это по-чеченски очень смешно, а на русский я 100% не могу перевести это слово. Ну, фразу это. Приезжайте в Русмартан, покажете музей Дуан-Ди-Юрт и Сирей-Тари. Ага, покажем. Я даже не знала, что это есть. Покажем, иншаллах, приедем. Добрый вечер. А дизлайки-то растут уже 25. Мы так весело сидим, так хорошо шутим, и надо же кому-то так сильно не нравится это. О. Так, ведущие, приезжайте, нам очень красивые места и курорт, супер, все. Обязательно приедем, ведущие, обязательно. Киса, приезжай ко мне в гости, Нейропин, Мадик Лилари росла. Ой, это где-то далеко, по-моему, на севере, да, если я не ошибаюсь. Моя золотая Арафочка пришла. И тебе добрый вечер, дорогая. А где она, что я ее не увидела? А, добрый вечер всем. Да, Рафа пришла. Добрый вечер, дорогая. Видите, я пропустила. Если бы Дагмар не сказала, я бы и не увидела. Добрый вечер, добрый, дорогая. Всем привет, кто присоединился к нам. Может, кого не заметила. Маршал, Киса, где что, маршал до Казахстане. Хазаш, до, эльхамдулилла, дика, что, ойга, ходо, шо, моха, что. Мукшай. Хадижат, вы с нами, ведущие. Вы с нами. Вы сами с ведущие. Дагмарочка, привет, дорогая, как у тебя дела? Таиса Батыр, Киса Салихова потребовала деньги за вход, и поэтому мы с Дианой тихо сидели с вами, не высовывались. Но не выдержали, мы с вами. Таиса, Диана, Маршал Шушен, Дианка, худешу. Привет, Диан. Как поживаешь, дорогая? Как дела? Худешу. В школе лел еще, Диан. Ой, хайдок дикхел хавизендейл. Это я всегда говорю, не всегда у меня на эфире. Это мама с дочкой. Дочка немножко болеет, но она очень любит Софишку и нас смотреть. Любят и всегда радуются, когда я произношу ее имя, и когда передаю ей привет, поэтому вообще. Но Дирду, на все воля Всевышнего, на все воля Аллаха. Дал маршал Дельцин Визендейл. Да и что, где что, муа что. Как поживаете, Диана? Хауч моду. Да, но живу в Грозном. Ага. Дизлайки не дремлют, тоже смотрят. Ну пусть смотрят. Они там молча себе сидят, грызут друг друга.
Киса, как твое самочувствие? Принцесса наша спит, наверное. Да, вроде бы, вроде пошла уже. Мама сегодня на эфире, и все. И она принадлежит сама себе. Все очень хорошо, Рафочка. Альхамдулиллах, как ты? Маршал Ду, Бельгия. Приятно вас видеть. Аллах, дог, дик, дойлга. Дель, ресхел, марш, догел, шо. Где что, шо? Показать-то надо черным дым, киса с дизлайками. Это тоже плюс. Совершенно верно. Совершенно верно. Вы так и не сказали. Дагмара, Чекуева, потом Таиса. Вот это Лёлик была у нас. Кто знает, где она? Я же вам вопрос задала. Она пропала. Может, она по другим никам? Я ее не... Просто она поменяла ник свой. Цанин хаете? Где что тема? Да, ересь. Дамай, спасибо, альхамдулилlah. Хадижа, я тоже в Грозном живу, родом с Атом-Калинского района. Вот и спросила. Угу. Мне еще в Дарго пригласили. Вот Дарго тоже отведено, недалеко село. Там в Дарго у нас такое село, тоже Веденский район. Там вот все люди занимаются теплицами, мясо вот это сушат, колбасы домашние, все. И мне вот одна женщина приглашала, вот я вот именно хочу поехать, знаете, вот снять ролик там, что-то, ну, чтобы приготовить, показать там жижигалныш сухого мяса, с колбасы, с кукурузными галушками. Вот чтобы показать от лица, от села, вот гостеприимства, совершенно чужие люди просто пригласили вот показать село, чтобы походить со мной, чтобы я поснимала, показала. И также в другие села тоже мне хочется. Вот та же и Тумкала, там вот это все, Урус-Мартан, там еще какие-то вот эти ведучи. Чтобы вот не просто приехать поснимать, а вот там что-то, какое-то национальное блюдо, чтобы показать. Вот это все хочу больше, как можно больше людям донести. Мне очень приятно, когда пишут, что киса, благодаря вам мы взглянули на Чечню с другой стороны. Клянусь Аллахом, мне вот очень от души приятно, потому что я понимаю этих людей. То, что людям говорят по телевизору, и то, что здесь на самом деле, это небо и земля. Поэтому люди, которые не были, которые не сталкивались вплотную с чеченцами, с Чечней, они просто не знают. Они только знают то, что они слышали по телевизору. А этого я не хочу. Нужно жить дружно, нужно познавать для себя, приезжать, посмотреть на республику. У нас тут очень все гостеприимные, на туристов никто не смотрит в таком состоянии. Мы, наоборот, рады туристам, что люди приезжают, что нравится. Вот недавно был фестиваль Черемши, кстати, я на него не попала, я поехала в Хасавюрт в тот день, у меня заказ был большой, я очень хотела попасть, поснимать, покушать все эти блюда, но у меня не получилось. Ну, может, на следующий год, иншаллах. Привет, киса, мне очень нравится тебя слушать. Альхамдулиллах, киса, столько радости подарила Диане. Вам, Дигдой, Делда, Таис. Что ж, худи еще? В школе Лел, еще и Диана. Как у вас там погода? Чем занимались сегодня? Вашу эмоцию говорите, когда это будет, что мы с вами увидимся? Кстати, Таис, насчет Малики, я завтра с ней свяжусь. Я ее обязательно у себя на канале прорекламирую. У Таисы есть сестра Малика, девочки, она занимается шторами по Чеченской Республике. Она вот именно, знаете, вот красивый интерьер, да, вот, например, шторы, не так, как у меня по-простому повешено, а вот люди, особенно сейчас, кто новые дома строят, вот красиво, вот штора, тюль по краям, какими-то там с такими, но очень, в Инстаграме очень много фотографий. Она такой золотой человечек, она мне очень помогла в свое время. А как она мне помогла, я вам сейчас расскажу. Значит, вот эта Таиса, она у меня заказывала варенье малиновое. И я ей закрыла варенье. И, значит, она мне сказала, что она сама живет в Бельгии, что сестра, одна из сестер приедет забрать варенье. И, значит, в один день, ну, дети, когда сдавали экзамены, ну, в автошколе, когда они учились, они, в общем, сдали первый Гуершуйсхан. Не вождение, а... Не вождение, что... Не, ну экзамен первое вы сдали, вы хорошо, отлично сдали, вот это вот, как правило, как они называются? Теорию, да. Теорию они сдали отлично, потому что зубрили оба от души. Они даже спорили между собой, какие-то знаки обсуждали, там это все. Но я наслышана была тем, что какие бы хорошие не были знания, на вождение они все равно, бывает, заваливает. Ну, типа,
хотят, да. Только кеп не были. Ну, в общем, они поехали первый раз, там не получилось. Поехали второй раз. Они поехали, должны были ехать первый раз. И вот Таиса мне написала: Кис, сестра одна не смогла приехать, приедет другая. И так как она очень занята, она приедет к тебе как можно раньше. Часов в 7 утра где-то она уже будет у тебя введено. Ну, в общем, я только проводила детей, они уехали рано. И тут она приехала. Ну и мы с ней погрузили в ящики эту малину, и она мне говорит, это Таиса, сестра, мы с ней видимся первый раз в жизни, я ее вообще не знаю. Она говорит: а где твои дети? Я слышала или видела, у тебя дети взрослые. Я говорю: да, дети вот поехали, говорю, на экзамен. Сегодня они сдают экзамен, говорю, очень сильно переживаю. Я слышала там, что заваливают, говорю, они так переживают обои. А там, если не сдадут, там, по-моему, по 25 тысяч надо было заплатить, или по 20, да? Она говорит: а где дети твои именно сдают? Я говорю: ну, в Грозном, а точно именно где, я не скажу. И она говорит, что супруг напрямую относится там к этим людям. Если что, дай данные детей, где они сдают. В общем, все будет нормально. Но особо разлагать эту тему я не хочу. Но она мне помогла тогда на все 100%. Респект и уважение. Дейл Ресхал от души. Она тогда в тот день был провал. Но дети в тот день получили права. Не в тот день, но дали добро, и дети получили права. Очень прям вот этот момент, что она приехала так рано, и вот то, что она спросила про детей, вот просто Аллах мне ее послал, просто Аллах. А она вот занимается, я нашла ее в Инстаграме, она там вот это шторы, как они дизайн, как они к людям приезжают, все это одевают, берут размеры. И я ей говорю: когда я свой дом построю, я к тебе обращусь, чтобы ты меня все шторы красиво развешивала в доме, занималась дизайном полностью, обращусь к тебе. Но вот к девушкам, которые живут в Чечне, многим женщинам, я знаю, часто ищут таких людей, кто дома строит. Я обязательно прорекламирую и дам ссылочку на ее Инстаграм. Так, скажи, сколько стоит у вас доски Versace? 3 доски, скалка. Хотела на 8 марта заказать. У вас они белые, одна большая, 3 поменьше. Вроде да, 3 доски и 1 каталка. После эфира напишите мне на WhatsApp номер. Бесхан, закрепи номер, пожалуйста, моего WhatsApp в этот, прям в чат сюда. Поставь, пожалуйста. 25 дизель. Какие вы щедрые, какие добрые люди. Аж до слез приятно. Чего плохого здесь увидели, не пойму. Декман, ну ты молодец, без комплексов, женщина. Вы схуднули так или цвет вам так идет? Не знаю. Схуднули навряд ли. Киса. Хамичерю Элла. Совєднарю. Вєдна щоса. Старопа районі живу. Саліхова. Гумаду і кель. Кис Веднарю. Хадижа Сородиня Юаш. Хадижа Сородиня Юаш. Умада чеченская, шудолча Гумадой. Дагмара, дизлайкеры такие ставят, чтоб было. Да, чтоб было, чтоб мы не скучали за ними. Правильно? Лёлик была у нас киса такая веселая, но давно ее не видно. Да, Лёлик, может быть, она здесь как-то бывает под другим ником, но не может быть такое, да, чтобы она совсем пропала. Кстати, Висхан указал номер мой в WhatsApp. У кого есть какие вопросы, пишите на WhatsApp. Девочки, огромный завоз и посуды, и безрукавки, куртки интересные. Даже для меня это было, ну... А? Я не слышу. В Яковенку, ну, цвета необычные, скажем так, для безрукавок цвета необычные. Но то, что черные они бывают, понятно, темно-синие безрукавки привезла, короткие. В общем, выбор есть хороший. Такс. Не забывайте ставить лайки, друзья. Кто не поставил лайки, вот Софишка очень просила, чтобы я часто показывала зеркало людям, которые не видели, что вот у нее такой набор шикарный. А еще такая кухня продается, большая кухня. Но если это я купила за 1500, то кухня стоила 3000.
Но она была очень красивая, прямо такая большая. Там и кастрюли висят, и вот это все, ну, может, не знаю, может, туда в следующий раз или на день рождения. Но такая красивая кухня была. И прям там все, и кастрюльки, вот эти аполлоники висят, газовая печка, микроволновая печка, и вот так вот вытяжка стоит, ну вообще. И вот она просыпается и сразу бежит расчесываться, пудриться, краситься. Твердо, хвала Аллаху, вакханток, шашту дагмар. Все плакали мои денежки, выставили номер. Так что, ты что, ничего не заработала там? Ничего не заработала. Ой, да. Даймар, ну ладно, я уж с тобой поделюсь, ничего. Худирду, что поделаешь? Обязательно поделюсь с тобой. Да, Мукла, Хадижа, ну как? Да, девочки, номер WhatsApp указали, кто хотел написать по поводу заказов, номер указали. Бисхан. Альхамдулилlah, Чеченка, Дика, Ашхилчан, Кида, Дешиловар, Дарвай, да, Селихова и Воду. Селихова вообще молодец. Она всегда, как скажет что-нибудь, все по теме. Молодец. Киса, правда, как сериал смотрю про вас. Киса еще интересует, есть ли люстры большие, богемы. Если цены подадут, то будут классные. Вам, мне. Еще на Кайван цену не сказали. На что не сказали? Да, люстры тоже есть огромный выбор. Огромный, огромный. Я вот поеду, я же говорю, когда. Завтра у нас что? Среда? Завтра вторник? Хан вторник, Духан, Суваюечу. Мне нужно посылки отправить завтра. Хан инсосменяю. Абхан и чисо, скорее всего, хасаведулюса. Если я не сильно уставшая буду, если живое ела с Исанаксом. Поеду в Хасавюрт. Комбайн. Вот этот комбайн, который этот режет, да, вот эту морковку, все. Ну, он, по-моему, тогда, когда я спрашивала, если не подорожал по закупочной, либо 14, либо 15 был. Тогда я еще себе хотела купить и думаю, ой, не. Мне очень понравилось, что так хорошо режет морковку и колбаску. Думаю, ну, 15 тысяч, это пока кусается. Нет, мне если бы не намечалась стройка дома, я бы и глазом не моргнула. И комбайн, и посудомоечную машину в первую очередь бы купила, правда. Потому что это нужная вещь. Посуда собирается, некогда ее мыть, мы постоянно в разъездах, где-то что-то. Сейчас весна начнется, стройка начнется, во дворе огород, то раз заложил. Но все до копейки я собираю на дом. Когда Анжела трансляция будет вести. Извиняюсь, что салам из Франции. Годуца, лода, дели, март месяц. Валейкум ассалам, хазаш. Ну, в городе нету, вот хаведна, шорта, до дилан гентило. Анжела, ну, будет вести, конечно же, себя она не будет показывать, но будет вести. Так, иди к Элера. Иншаллах, киса, в новом доме будет и посудомойка, и все. Да, я в этом не сомневаюсь. Я все время говорю, лишь бы было здоровье. Мок шелчан. Хагарду мосом, все будет. Все будет. Мы когда-то воду таскали за 5-6 километров. Сейчас вода горячая идет в доме. Все условия есть. Альхамдулилlah. Альхамдулилlah. Так, киса Аллах дал это было моссахуманта. Я искренне желаю тебе от души. У тебя чистая душа. Так хочется все лучшее тебе и твоей семье. Дересхал дал некто был киса. Дересхал. Да, планирую я поехать. Ну, как у меня что, в двух показывают камере и там, да, я смотрю, и там, в Софишкином зеркале меня тоже видно. Киса, у вас на почте Макка работает? Да, работает. И ковры ваши тоже цены нужно очень. Если будет возможность, заснимите. Ковры в следующий раз сниму я. Вы не первый, кто у меня заказываете. Просто я, знаете почему?
Я когда на базар приезжаю по своим заказам, пока это ж посуда на одном оптовом рынке, а вещи, безрукавки и все прочее, платья, это совсем на другом рынке. Я пока там скуплюсь, пока там, и на это очень много времени. Нужно же походить, повыбирать, да, там, где дешевле, пока погрузишь это. Везде пробки на этих рынках. Вот эти оптовые машины нужно таскать с одного ряда в другой ряд. К машине это все очень долго нужно таскать. Это очень время много. И труда, и время очень много уходит. А я вот все, шторы не могла снять, но вот в этот раз поехала, сняла. И ковры давно просят меня, но и мебель, ковры, потому что девочки заказывают. И мебель, и ковры, и шторы надо. Надо. Ковры обязательно сниму. Обязательно. А почему нельзя показывать себя Анжеле? Ну, потому что отец не разрешает ей. У нас как-то не очень. Может, когда-то будет такое, что даст согласие, может, пройдет время, может, не знаю я. Пока что нет. Ну, у нас не замужние девушки, а молодой нежелательно. Некрасиво вот так вот всех на виду себя показывать. Вот поэтому я это поддерживаю. Да, альхамдулилlah, сейчас со всеми удобствами живут. И стиралка у каждого. Доброй ночи, киса. Я очень люблю ваш канал. Любуюсь с вами от всей души. Спасибо. Аргон, бюстик хилшу. Делерис хил, иншаллах. Киса заслуживает всего самого лучшего. О, девчонки, вы меня не хвалите. А то скажут, опять киса любит лезть. Не надо. Пожалуйста, ради Аллаха. Просто то, что вы есть со мной, мне этого очень не хватает. А когда начинают меня хвалить, потом пишут гадости, мне правда это неприятно. Очень сильно неприятно. Киса да-да, чхаунцун, шакач, везачек. Обратной дороги ему нет, сюда вообще хаш, белэр, да, кача, сунцун, шакач, везачек, да, и вам до. Обратной дороги нема, нету, все на своих местах. Да, и Забарья Шваря там шутит. Он удивляется с меня на рынке, когда мы в Хасавир за покупками едем. Он говорит, ой, удивляется с меня, говорит, ты со всеми находишь общий язык. Везде у тебя друзья, туда побежала, там договорилась за шторы, уже там шьют шторы, там уже деньги отправили, там отсылают, туда надо бежит, через автобус отправляет, говорит. Он так головой стоит, машет, говорит, ага, да, так. Наша киса лучше всех, а те, кто пишет гадости, пусть укусит тебя за язык. Ты и так хорошо успеваешь, сакой цагажлуешь, не мадосом тебя на рынке. Да. Да, на самом деле это очень тяжело, пока эту посуду выберешь. Но так как, вот кажется, сейчас приеду, сейчас быстро скуплюсь, сейчас это и бегом на тот рынок. Я даже еду, я все время хочу себе закупиться продукты, я даже не успеваю купить себе продукты, там вот хорошие продают эти яблоки, фрукты, картошка хорошая бывает, это все. Я, правда, не успеваю себе закупиться даже, честное слово. Уже темно, уже все, назад я еду, уже все закрываются. Кстати, я же орехи продала, я вам не сказала, орехи я продала, так что кто не успел, тот опоздал. Так, интересный случай, когда мы привезли орехи, я думала, нас вместе с машиной заберут. Как набежали оптовики, почем, начинают прямо при нас открывать орехи, смотреть, почем отдаешь. Тот с другой стороны мешок тащит, тот с другой стороны. Собор подождите, я говорю, куда вы? Ну, я сначала цену узнаю, присмотрюсь, все. Тянут мешки, отсулу, что он, и махлу, что он. Почем продаешь? Сейчас назад, последний раз, когда были, ну, я орехи продала еще 2 рейса назад. Сейчас едем, я говорю, тут около, говорю супругу, здесь около магазина остановись, там что-то надо было мне купить. Он говорит, да я, говорит, здесь я не остановлюсь, тут неподалеку место, где орехи скупают, а то еще и нас вместе с машиной заберут, говорит, отсюда. Ладно, кис, раз поделишься, успокоилась. Ну и Забарья ще, ала.
Тоже мне разрадовалась. Салихова, сиди. Сотьену ж даешь мою, ты ж знаешь. Сейчас чекуя появится, да. Киса, да, мне кто был, да, этого больше. От всего сердца желаю, дорогая, спасибо. Как называется музыка, которую вы с Анжелой используете в роликах? Я не знаю, как называется, я знаю, что она грузинская. Если кто знает, девочки, подскажите, там... Надо было орехи продавать поштучно. Да. Так ты видела, ма? Мы не успели мешок достать, они тащат нас со всех сторон. Уже даже, я говорю, у меня настолько спокойный муж мой, он даже в шоке был, он уже на них стал наезжать. Аж удая, собордеешь? Подождите, говорит, дайте нам тоже посмотреть, прицениться, может, где дороже. Ну, в общем, ой, это был концерт. Продали орехи сразу, ну, плохо, на 7000. Надо только так орехи туда возить, да, дядя Таня. Поштучно. Да, орехи от канала Киса Чечня, да, собирали собственноручно, поэтому большой труд вложен. Но действительно, собрать их, а сколько мусора после листьев, потом их еще сушить надо. Это большой труд, большой труд. Танюша, а тебя тут что не было? Ты, видимо, передремала, ты опять присоединилась или что? Что-либо. У меня растет большой орех, урожай, поможешь реализовать? Но что мне за это будет? Если скажете, сколько я поимею за это, да? Да, еще она знает, появится, когда не нужно. Вот с Кисой договаривается, халат. Сейчас появится, скажет, чтобы мне аферистки ничего не дали. Орехи были от директора канала, да. Бабушка пишет, орехи были от директора канала. Танюша, директор не очень доволен на такие комментарии, ты же знаешь. Он не любит, когда о его величестве говорят. Ты забыла, что у меня дети есть? А, ну да, да, все правильно. А как это большой орех растет? Один орех, что ли? Киса, пользуйтесь на здоровье. Одно тебе, другое для Анжелы. Мелочи жизни. Ой, да я миллион, Марит, знаешь, бдел, ранер, там бемацагена сонт еще, олай. И коробочки, глядь, уже, наверное, сколько, месяц уже, 8 или 7, и собрать, ну, сон, видишь, коробки, пока то, что мне нужно. А там, да что, перестановка, еще жим сайтовар, да, не съешь, и коробку совсем переставить еще раз. Да, еще он Карина, что вот эти вещи нашла. Ажа я этим холодцович, хинц бецагина сонныч был. Мел диком еще. Анжела вообще очень любит Икея, вот это кружки, тарелочки, деревянные чашки такие бывают. И сейчас мы в Хасавюрт ездили, она заходила в магазин, смотрела. А тут еще и Цахарсон даже. С таким событием домой ехали, и то меня не забыли. Аллах рейс, халшон визиндела. Здравствуйте, как всегда, прекрасно. Здравствуйте. Детская версия музыки вообще бомба. Да. Дерево огромное и старое. Седа Булаева. Танюш, тут люди тебя требуют уже, говорят, когда уже будет Киса прямой эфир с мамой. Все тебя ждут. Так что, Киса, вы уже обзор сделали без рукавок? Нет, нет. Завтра, иншаллах, будет обзор. Там куртки, безрукавки, платья. Вот я тоже начну, Киса, писать гадости. Надоело быть доброй. И так еле-еле продержалась, чтобы не выдать себя. Да я Алдагман. И не думай так даже. Вот как бы от тебя странно было услышать что-то плохое. Вообще, даже не представляю. Ой, Дела. Уже скоро будем заканчивать. Сколько у нас? 180 человек смотрят. Ну, Киса, поздравь меня. У меня завтра праздник моей дочери, 25 лет.
Света, поздравляю вашу дочечку с 25-летием, желаю ей счастья, здоровья, всего самого-самого наилучшего. Главное, чтобы не болели наши дети, а все остальное это мелочи жизни. Понятно, Света, спасибо. А то я подумаю, что один орех у вас растет. Как София, как Анжела говорила, ба, что вы говорите санки? Их же немного, они же одна санка. А как говорить? Говори санка. Доброй ночи, киса. Я вас очень люблю и Софишку. Умнички такие. Здоровья вам и процветания вашей семьи долгие годы. Луна. Вы, наверное, первый раз у меня на канале, да? Я что-то вас до этого не видела. У вас с мужем бывают какие-то споры? Не, у него сам с собой бывают споры. Так как я всегда выслушаю, но все равно по-своему сделаю. Я никогда не устраиваю скандал и не спорю. Да. Хорошо, а сама уже прокручиваю вариант. Я же говорю, рассказывала, вот этот кухонный гарнитур, что у меня в комнате. Ну, мы отремонтировали эту комнату. Здесь у нас раньше была как прихожая. И диван стоял мягкий, все, в общем, и так, немного подсобирали там денег, ну, тогда я еще ни канал не вела, он один работал, я только с декрета вышла, как-то все так, ну, вот поклеили здесь обои, этот самый, ламинат постелили, ну так, ну, тут просто была пустая комната, и было немножко денег, просто и он все с рейса привозил, что я с работы, зарплаты получила, дали мне за 2 месяца, по-моему, либо отпускные, я не помню, что-то. И он говорит мне, уезжая, говорит мне, а я уже так мысленно присматривала сюда кухонную. И он перед тем, как уезжать, мне говорит, Хазюан, я ахчмадуахкла, вы те нужды, я жду камаей с этими студентами, пока они не закончат, альхамдулилла в этом году заканчивает. Он говорит, ахшмадуахла, вейшен дезердон, на строительство, может, белхой придут, то все, давай собирать, не трать деньги. Да, не буду, я сама ж. Дирдацдер, гудец вообще, типа. Потом он говорит, уже аравелс, он уже вышел на улицу, и мне говорит, вообще-то гадалах, чоку, я лучше на карточку положу, соцсетешу, не доверяю я тебе. Гадалах, сейчас бадавала, делда, гудица, вообще. Дирдац де тратить вообще, тебе нужно дадешь, хасон, и хал собрать кинсума, пускай лежит. Ага. Он так со двора выезжает, он еще нормально не развернулся, машина еще не повернулась, еще он обычно, когда выезжает со двора, разворачивается, сигналит Софишке и едет уже. Он еще нормально не развернулся, я уже брала телефон в руки и звонила этому человеку, которого мебель заказала, говорю, везите мебель. Вот. И потом привезли мне мебель. Договорилась я с мужчиной, с Курчелой, по-моему, чтобы он приехал, собрал мне ее. В общем, все, он уехал, он еще в рейс туда не доехал, в одну сторону уже кухонная стояла, а ее как привезли, а она весь вся эта комната, вот эти же длинные ящики, двери, вот эти вот такой пакет с этими разными ручками, запчасти, вот эти, все вот это, ну, в общем, прям вся кухня была вот составлена. И он это все быстренько собрал, я говорю, а еще муж не успел доехать в рейс, уже тут кухонная стояла. И Анжела говорит, мам, надо сказать, что провалидолился, что принял валидол, прежде чем увидеть. Ну, я же сняла ролик, все. И я говорю, сейчас что-то увидишь такое, говорю, приготовься сразу, ты будешь не очень доволен. Он сразу злые смайлики ставит, говорит, что натворила? Что ты натворила? И тут я высылаю видео, уже без никаких слов, просто высылаю видео, как кухонная стоит. И много пошло смайлов красных. Ну а что, смайлы, не смайлы, кухонная-то уже стоит. А так и денег бы не было, и кухонной бы не было, правильно? Поэтому я, если что-то... я никогда бы не допустила такое, чтобы я на эти деньги шубу себе купила какую-то дорогую или что. Я все для дома, в дом стараюсь. Но они ж мужики, они ж как, то есть то и хватит. Да не надо посуду брать, не надо мебель. Вот есть и хватит. А нам же, женщинам, хочется создать уют в доме, правильно?
Луна, да нет, я с вами давно просто скромно молчала. Нет, Луна, не надо молчать. Нужно с нами общаться. Мы любим общительных подписчиков, любим общаться. Да, правильно говорит Арафа. Луна, не стесняйтесь, здесь все свои. Точно, Арафа, тут чужих нет, все свои. Все правильно. Киса, хасхайте, гогина, самухдели. Сегодня переделала кучу дел и тебя увидела. Можно уснуть со спокойной душой. Да, ишь сада, что пришли. Уже будем заканчивать уже. Обычно мы с 9 до 12 наше время. Уже время идет к концу. Уже всем пора отдыхать. Дик это цхагум вецуряц. Дик это. Дер вецуряц. И в жизни хариацер суны кухонный. Адит мадай ахчол сложить де вахдел. Ну, из-за мнисду ахчваделин хилдешту рассалца дикни гвоня не слоха из хилдешту из ладилин хилдешту асуматься ба. Но с другой стороны, когда к другим зайдешь, на хазашма боится, хойлче рассалца вече я магит скажет хара бол бешу и бол бешу. Ца чуа обстановка я сума я все равно хочется уюта какого-то, правильно? И на этом, Киса, мы с тобой похожи. Кис, действительно, молча надо. Да, зачем ссориться? Конечно, он говорит, гадал, вообще-то, неси сюда деньги. Я уже вижу по твоим глазам, что ты что-то задумал. Я говорю, ты что, еще более серьезный виден. Он так долго дарем. Нет, конечно, я же знаю, что мы с тобой собрались дом строить уже сколько лет, никак не можем. Не, говорю, а так, сейчас не буду я тратить. И вот. Да, про валидолица запишу в словарик. Это прям теперь мем. Да. Ой, а мне не пришло оповещение о вашем стриме. Давно в эфире. Киса, добра и счастья ваш дом. Уважаю вас. Спасибо, Надежда. Да, уже будем заканчивать. У меня всегда в 9 начинается эфир. Я тоже делаю по-своему, тихо, мирно. А что смуту разводить? Главное, все тащить в дом. Да, зачем спорить? Не надо. Ссориться вообще не надо. Абсолютно. Надо все молча делать. От того, что от скандала Берка отцахнулся первый. Во-вторых, ну что, поругаетесь, зачем? Не надо. Уют любят все наши мужчины. Но когда деньги уходят, недовольные рожи бывают. Да. Доброй ночи. Дай Аллах палца бить. Бая, кис. Не дай Аллах быть плохим. Комедия. Я, оказывается, уснула с телефоном в руках и проснулась резко под голос кисы. Всем снова здравствуйте. Доброе утро, Эльвира. Здравствуйте. Это снова мы. Я уже вижу по твоим глазам, что ты что-то задумала. Бах. Солнце тешься, ногущу бах. Я уже вижу по твоим глазам, что-то ты задумала. Маецла. Серьезно, когда он говорил, да елда, хозяин, маецла. Мне так жалко стало о том, что я уже даже договорилась. Мне так от души стало жалко. Я говорю, ни в коем случае. Ни в коем. Разве так можно? Ты так красиво разговариваешь на чеченском, не понимая ни одного слова. Но звучит, ты так красиво говоришь на чеченском, не понимая ни одного слова, но звучит красиво. Луна. Ну а потом, когда приехал, муж оценил, небось, кухню. Ну он ее еще по видео оценил. Да он такой никогда в жизни не скажет, ой, красиво, хорошо. Если он промолчал, это уже хорошо. Если молчит, значит нравится. Не, ну у него вообще такого нет. Он очень спокойный человек, чтобы там ругался, кричал. Это не тот случай. О, Маша. Но бывает там замечания. Ну, главное вовремя промолчать, и все нормально. Он тогда приехал с рейса, мы сразу ему шикарный стол накрыли. Он поел, покушал, потом в руки Софишку, он вообще стал добрым. И потом тогда в кухню сразу. Неужели был скандал? Какой там скандал? Нет, конечно. А с кем скандалить? С кухней? Если кухня уже стоит, с кем скандалить? Нет, конечно. Мне тоже бывает, но планы жмут, ждут. Мне тоже бывает. Она пишет, мне тоже бывает жалко. В точку. Вот это мой человек. Прям в точку, 100%. Держи.
5. Мне тогда, правда, так искренне говорил. Зон делда забарцаjon modela, achšvain diešdu, žabiešu, dieš, can za kolēģi dalo diezardu, ins еще белгайкари насон, иш цараса, нисяч, стройка, говори. Ну, так-то и так-то, ладно. Я говорю, да построим дом, что ты переживаешь? Мне тоже бывает жалко, но планы ждут. Ой, я не могу. Я не могу. Это ж надо найти человека один в один со мной. Хорошо, киса, посоветуешь, надо молча от них все делать. Да, конечно. И потом, прежде чем они это узнают, тоже надо преподнести красиво. Не то, что приехал человек на голодный желудок, и ты давай бабах молотком по башке. Накормить вкусно. Потом следующая идет по сценарию София. Передаем ее. А то тогда уже вообще зеленый цвет на все. И мужья похожи у нас, да, скорее всего, да. Киса ногчим это дюйца, канал создать делай. На, это Додес. Я вчера слушала, как они машины обсуждают, и ходовой почувствовала себя инопланетянкой и пошла на свою кухню. Ужас. Да, на машину им не жалко. Никогда. Ну, все верно. Кис, отпусти меня уже, давай 5. Главное накормить капитально, а потом уже молотком по башке, да. Сначала накормить. Но в нашем случае все поэтапно должно происходить. Поэтапно. Сначала накормить, потом сразу же София. Тогда из 100% 99 того, что будет все так. Нужно просто иметь подход. Ай, не могу я. Арагун, поддерживай женский болталк, чеш полностью ногчим это. Хазам хардар, надеюсь, ты женщина. Кисуня. Да, нужно плавно подходить к цели. Мама очень сильно переживала, говорит, ой, киса, какая ты рискованная женщина. Я говорю, ну, если бы я не была не рискованная, ни меня, ни вас бы тут не было, говорю. Ну, вот так вот. Также и спальню я купила, и все остальное. А сейчас дом начнется строить, то вообще будет сюрприз за сюрпризом. Дом у леса рассмешила. Мы, когда Аиша приезжала, мы тоже, представьте, я сижу на пандемии закрытая, Аише вот-вот уезжать надо, а хочется встретиться хорошо, посидеть. Ну что делать? Ну вот что делать? И она говорит, Кис, ну мы можем с тобой где-то встретиться? Ну я-то, эта мысль у меня была сразу, я просто думаю, ей уезжать, как она к этому отнесется. Может подумать, что я ее заражу или что-то. Я говорю, Аиша, я не знаю, ты со всеми повидалась, я со мной говорю, может нам с тобой где-нибудь там в городе в шашлычной встретиться, если ты не боишься, ну, порисковать сможешь, рискнуть, говорю. Я говорю, буду в маске, мы будем сидеть с тобой чуть-чуть далеко друг от друга. Она говорит, да ты чё, говорит, никакой маски не надо, что Аллах пожелает, то и будет. Давай приезжай, Кисунь, ты меня обрадовал, я так рада, что мы увидимся. Ну и на свой страх и риск мы поехали в город. Приехали, Аиша там уже ждала, заказала шашлык, уже все оплатила, сидела меня ждала, мы с Афишкой приехали, обнялись с ней, наверное, минуты 2 стояли вот так вот, и никто не заболел. Я вообще сомневаюсь даже, что я болела. Эти тесты они все показывали в то время здесь, всем, все, не знаю. Болели, не болели, но живые. Да, Аиша, живые, и все нормально. И Аиша, я спалила нашу с тобой контору. И тогда Аиша подарила подарок Софишке, этого котика музыкального, и духи французские мне Анжеле подарила.
И Софии бусы были, вот как сегодня у нее на эфире были. Ей с Америки разные. Буквально накануне пришла посылка с Америки, и там были голубые, белые, розовые. И она вот увидела, я же Аише тоже там, ну я хоть недорогой подарок, вот набор светофоров подарила и платок, по-моему. Я же это выставляю на стол, показываю, Аише, вот тоже от меня подарок. И София за всем этим наблюдает и говорит, и я хочу подарить. И одевает Аише бусы, в общем, ой, так хорошо, тепло посидели вообще. Ваиш, Далса, Юэлга, Визендейл, Ресхелон, Ахмелдин, сколько ты для нас сделала уже, это просто, я говорю, не женщина, а вообще просто такая молодая, такая щедрая она, сколько людям она помогла, это просто не передать словами. Я один раз, кто не рискует, тот не готовит на благоустроенной кухне, да, я один раз сказала ему, Азот хилчил гамашин хилерса, мадик лежение ерера, да, и баду. Голодный муж хуже голодного льва. Все правильно, ой, девчонка, как хорошо посидели. Спасибо, дорогая, за эфир. Салихова, согласна, душевно так, но вот угораздило же уснуть. Ой, Эльмира, ну вы даете. Киса, поддерживаю тебя. Я точно так же преподношу попозже все, иначе в доме была бы старая мебель. Да, все правильно. Это Кисе спасибо. Если бы не она, мы бы не знали о существовании друг друга. Да, мы все уже как одна семья вообще. Я говорю, когда даже гости приезжали вот с севера, вот эта вот сестра моя, ну я называю ее сестрой, мы с ней тоже познакомились в Ютубе, у нас довольно-таки теплые отношения, она хоть сама с Украины родом, но она очень любит чеченцев и знает немного чеченский язык. Вы, может, даже смотрели часто комментарии. Екатерина Гоголева пишет всегда хорошие комментарии. Та, что ко мне приезжала с сыном, с невесткой. Вот. И вот даже когда здесь сидели за одним столом, вот подумайте, мама моя, да, которая когда-то жила в Ростове, которая думать не могла, что будет жить в Чечне на старости лет. Эти с севера приехали, с Уренгоя, вообще черт знает откуда. Супруг мой, с которым мы друг друга не знали, что вот когда-то мы соберемся здесь, введено за одним столом, когда-то совершенно чужие люди, которые бы никогда, наверное, в этой жизни бы не встретились, а вот на все воля Всевышнего. Всем доброй ночи, будьте все счастливы, да, время уже все, заканчиваем эфир. Потрясающий сплошной позитив и юмор, спасибо, кисочка, ты умница, счастлива, ты уже зеваешь, точно, Эльвира. Доброй ночи, Дагмара, береги себя. Да, действительно, хорошо посидели. Софийка вообще мне все хотела. Софийка, ты вообще хотела все подойти. Я говорю, да подожди ты. Перед эфиром киса была проинструктирована. Так что, киса, когда ты себя плохо ведет на эфирах, я всегда стараюсь дарить людям позитив. Была бы ты, Танюша, была бы еще веселее. Всем присутствующим мира, добра и здоровья. Будьте счастливы, дорогие. Я там купила люстру, муж был в отъезде, прикиньте, не заметил даже. Ну это вообще хорошо. Не, ну люстру-то он, допустим, бы не заметил, а деньги-то заметил бы, отсутствие там энной суммы, скажем так. Не-не, сюрпризы их будут ждать, пускай готовится лично мой к сюрпризам, потому что по-другому никак с ними. Доброй ночи, девочки, отпускайте кису уже отдыхать, Софишку, всем доброй ночи и прекрасного настроения. Спасибо. Дом у леса. Тебя как? Вика зовут, да, по-моему, если я не ошибаюсь? Ждем эфир с тетей Таней. Танюш, ты слышишь? Так что давай, на днях мы тебя ждем. Доброй ночи, дорогая. Спасибо, и ты береги себя. Всем добра. Миру мир, ты еще здесь, да? Ты так и не пошла спать? А це Могер, а? Миру мир, как тебя зовут? Девочки, что желаю вам праведных снов. Эфир был очень интересным, веселым. Впрочем, как всегда, спасибо за эфир, Кисуня. Все, давайте. Ассаламу алейкум, ва рахматуллахи ва баракату. Всем спокойной ночи. Всем всего самого наилучшего, друзья. До свидания. Спасибо вам всем, мои хорошие. Спасибо большое за то, что были со мной. Вы теперь на крестик нажимаете? Все, пока. Да? Ок, да, написано.